Хазары и норманны. Хотя викинги по рождению были скандинавы или прибалты, но они не были представителями своих народов. Пассионарный толчок вызвал этническую дивергенцию. Юноши, покидавшие родную страну ради Гренландии или Нормандии, Зеленого острова Эрин или берегов Лазурного Средиземного моря, образовывали самостоятельные этнические консорции, иногда погибавшие, но иногда торжествовавшие победу. И поскольку они были рассеяны по всей Европе, встреча их с иудео-хазарами была предрешена, а характер ее был определен тем историческим фоном, на котором она произошла. Источников, освещающих эту страницу истории, нет, следовательно, опять нужно окинуть взглядом расстановку сил, чтобы уловить хотя бы общее направление развития событий. Как было показано уже в IX веке, после фактического раскола церкви, Византия стала восточным царством, изолированным от всех соседей, превратившихся сначала в соперников, а потом во врагов. Связанная постоянной войной с Болгарией и безуспешными попытками удержать Южную Италию от натисков арабов, Византия не могла активно противодействовать усилению хазарских царей, вследствие чего православие потеряло свои позиции в Дагестане и на Северном Кавказе, с трудом удержавшись на южном берегу Крыма. Попытка Карла Великого создать суперэтническую христианскую империю германцев на Западе, подобно тому, как на Востоке существовала аналогичная империя греков, была не бесперспективна, но растущая пассионарность в IX веке опрокинула это грандиозное сооружение, как если бы это был карточный домик. К 888 году осуществилась территориальная революция, то есть появились этносы, называемые тири-нациями: бретонский, аквитанский, провансальский, французский, бургундский, итальянский и немецкий, причем последний состоял из субэтнических племен саксов, франконцев, баварцев, швабов, алеманы и тюрингов. Все они тратили силы на борьбу друг с другом и поэтому очень плохо сопротивлялись нападениям арабов и норманнов. Для хазар они не были опасны. Зато хазарские иудеи были опасны для Франции, так как, приезжая с большими деньгами в Прованс, они покупали покровительство короля и вельмож и защиту от преследований со стороны духовенства и народа. Ожесточение с обеих сторон росло. Иудеи сохранили больше остатков древней образованности, нежели французы, и поэтому побеждали христиан в диспутах, возникавших по поводу Ветхого Завета. Пропаганда их имела успех. Молодой монах из Алемании принял в 847 году иудаизм, женился на еврейке, уехал в Испанию и там возбуждал арабов к преследованию христиан. Гальские епископы жаловались, что иудеи покупают рабов-христиан и заставляют их исполнять иудейские обряды, что они похищают христианских детей и продают их мусульманам, что иудеи по ненависти к своим соперникам помогают мусульманам и норманам, открывая им ворота осажденных городов, и что они называют свинину христианским мясом, на что христиане очень обижаются. Трудно сказать, что в этих обвинениях было справедливо, но для нас важно другое. Взаимное ожесточение и неприязнь между аборигенами и иудеями на Роне грозили французам теми же последствиями, которые имело еврейское проникновение на Волгу. Прованс легко мог превратиться в подобие Хазарии, тем более что воинская сила берберов, охотно нанимавшихся в войска соседних стран, была не меньше, чем у хорезмийцев. Но для этого, кроме больших денег, нужно было время, а его-то и не хватило иудеям. Почему? Это мы увидим ниже. А пока обратим внимание на то, что договоренность между хазарскими иудеями и язычниками-норманами имела место. Повесть временных лет сообщает, что в 859 году варяги из Заморья взимали дань с чуди, славян, мери и кривичей, а хазары — с полян, северян и вятичей. Если учесть общеевропейскую расстановку сил, то текст наводит на размышления. В 860 году киевские русы напали на Константинополь и чуть было не взяли его. Если бы они действительно были подданными хазар, то это не могло бы не вызвать хазаро-византийского конфликта. А вместо этого хазарский каган в этом самом году принял миссию святого Кирилла и позволил ему крестить язычников у себя в столице. Кирилл совершил путешествие в самой мирной обстановке, из чего следует, что Русь, воевавшая с греками, никак не была связана с хазарами и их правительством. В Швеции около 859 года было несколько королей: Бьорн Прихолмный, его соправитель Эмунд и Олаф.
Сын Эммонда Эрик в 854 году совершил поход на восток и обложил данью куров, эстов и финнов. Но, как видно из перечня, он действовал только по берегам Балтийского моря, а кривичи, мере, черемисы и весь, вепсы, жили в лесных массивах Восточной Европы. Если бы кто-либо из шведских королей подчинил себе столь обширные земли, это было бы отмечено, хотя бы в сагах. Не упоминает об этом и католический миссионер святой Ансгар, проповедовавший в Швеции в 849-852 годах и поддерживавший отношения со шведами до своей кончины в 865 году. Значит, здесь кроется нечто иное. Сопоставим факты. В 848 году язычники-норманы разграбили и сожгли Бордо благодаря измене тамошних иудеев. Так как последние не пострадали от викингов, следует полагать, что между теми и другими была налажена связь. И текст повести временных лет поясняет, какова она была. Это договор о разделе сфер влияния не стран завоеванных, а тех, которые предстояло завоевать. Потому и опущены данные о существовании самостоятельного русского каганата, намеченного стать жертвой двух хищников. И действительно, последующее столетие было богато событиями как на Западе, так и на Востоке. История варяжского проникновения в славянские земли достаточно темна. Согласно летописной традиции, варяжский конунг Рюрик в 862 году стал правителем Новгорода. Этот вопрос мы обсуждать не будем, так как придерживаемся общепринятой точки зрения. Для нас достаточно того, что задолго до этого русы, жившие вокруг Киева, совершали походы, зафиксированные иноземными историками. До 842 года скифский народ росов разорил Амастраду в Пафлагонии на берегу Черного моря, а в 860 году флот росов чуть было не взял Константинополь. К Рюрику и его варягам эти росы отношения не имели. В 864 году русы воевали с болгарами, в 865 году с палачаками, в 867 году с печенегами, в 869 году с кривичами. Однако при столь активной внешней политике столкновений с хазарами не было. Миссия святого Кирилла в Хазарию в 860 году, повторяю, проходила в мирной обстановке. Это говорит не о миролюбии правительства Хазарии, а о могуществе Киева, союзе русов с мадьярами и сложности обстановки на Каспии, о чем ниже. Но все изменилось в 882 году, когда власть в Киеве захватил варяжский конунг, именуемый в летописи Олегом, Хельги. С этого времени до 944 года, то есть убийство конунга, именуемого Игорем, Ингвар, русская земля перенесла много страданий, вызываемых, по нашему глубокому убеждению, постоянными неудачами бездарных чужеземных правителей. Смена власти в Киеве повлекла за собой смену политики. Олег подчинил древлян в 883 году, северян в 884 году и радимичей в 885 году. Причем последние до этого платили дань хазарам. Это не могло не вызвать войны с Хазарией. И летопись замолкает на целые 80 лет. Это не может быть случайным. Лакуну отчасти восполняет краткая справка Масуди, что русы и славяне составляют прислугу хазарского царя. И, как вскоре мы увидим, так оно и было. Нет, полного завоевания Киева хазарскими евреями не произошло. В кембриджском анониме перечислены враги хазарской иудейской общины. Асия, асы-осетины, Баб-ал-Абваб, Дербент, Зибух, зихи-черкесы, турки, венгры, Лузния, ладожане, то есть варяжские дружины Олега, которые быстро проиграли войну с хазарскими евреями, но удержались в Киеве, так как их прикрывали со стороны степи мадьяры. Однако вскоре мадьярам пришлось туго, потому что против них и варягов хазарские иудеи подняли славянские племена тиверцев и уличей. Когда же в 895 году на мадьяр напали болгары и печенеги, вырезавшие их жен и детей, мадьяры покинули Ливедию и ушли в Паннонию, а покинутые ими степи заняли победоносные печенеги. И Византия не могла вмешаться в эту войну, потому что ее силы были связаны болгарами царя Симеона, шедшими по Балканскому полуострову от победы к победе. Тогда изолированное княжество киевских варягов стало вассалом общины хазарских иудеев, которая использовала русов и славян в войнах с христианами и мусульманами-шиитами, подавляя возмущение язычников руками наемников-мусульман-суннитов. Гнев стихий. Жесткая система потому и бывает крепка,
что она при создании своем приноровлена к локальным условиям наилучшим образом. Когда же окружение меняется, перестройка системы трудна. И наоборот, дискретная система эластична, но не позволяет полностью координировать силы для решения внешнеполитических задач. Поэтому жесткие системы побеждают в стабильных условиях, а дискретные выживают даже при постоянно меняющейся среде обитания и этнического окружения. Иудейская Хазария – образец жесткой системы. Окружающие Хазарию евразийские этносы – дискретные системы. В IX-X веках изменения географической среды вследствие переноса пути циклонов на север, в лесную зону Евразии, могли быть для этнохозяйственных систем либо полезны, либо вредны, но не нейтральны. А поскольку интересы евреев и хазар в химерной целостности каганата были противоположны, то климатические колебания отражались на истории Восточной Европы и Великой Степи. До тех пор, пока увлажнялись степи и высыхали в Волго-Окском междуречье болота, Каспийское море вело себя тихо. Оно стояло на абсолютной отметке 36 метров, благодаря чему обширные площади плодородной земли в низовьях Волги были заселены земледельцами. К началу X века, когда Волга превратилась из тихой реки в бурный поток, собравший влагу дождей, выпавших на огромной площади от Валдая до Урала, уровень Каспия поднялся до отметки 29 метров. Для обитателей южной окраины Каспийского моря это существенного значения не имело. Берега там крутые, кругом горы. Поднялось море, залило прибрежную крепость, ну и пусть. Но для пологого северного берега подъем уровня моря имел огромное значение. Поля, сады и виноградники оказались под водой Волги, стоявшей на подпоре. Использовать залитые земли было невозможно. Люди стали селиться на вершинах беровских бугров, ожидая времени, когда уйдет вода, а вода все поднималась. Приходилось подаваться в степь. Но и в прибрежных урочищах не было спасения хазарам. Лишенная дождей, степь превращалась в полупустыню, а это последнее в пустыню, в которой не могли жить даже кочевники. В X веке карлуки покинули берега Балхаша, чтобы поселиться в оазисах Средней Азии. Печенеги ушли с берегов Аральского моря на берега Черного, а гузы сдвинулись к Уралу и Эмбе. Только куманы, половцы, населявшие западные склоны Алтая и южную полосу Западной Сибири, где в то время стояли сосновые боры, не пострадали от засухи. Их спасли многоводные реки, окружавшие с востока и запада Барабинскую степь. Легче было на западной окраине Великой Степи, на берегах Днепра, Донца и Дона, так как меридиональные токи в атмосфере способствовали нормальному увлажнению этой области. Поэтому печенеги, прорвавшись в Поднепровье, восстановили там поголовье скота, в том числе лошадей, а тем самым и воинскую мощь, благодаря чему могли держать себя независимо. Поскольку восточные степи оказались весьма негостеприимными, хазары устремились на северо-запад и, начиная со второй половины IX века, заселили террасы Нижнего Дона, куда принесли с собой культуру терского винограда. 4 надпойменные террасы Дона плавно переходят в водораздельные степи, но уже на второй террасе проявляются черты озональности, колки леса, заросли ивника и тому подобное, что обусловило образ жизни алан, хазар и казаков. Автору удалось в 1965 году найти на Среднем Дону небольшое поселение, содержащее керамику всех эпох от X до XII веков, что указывает на культурную преемственность населения долины Дона, независимо от внедрения в нее инородных этнических элементов. Разумеется, этой ветви хазар сравнительно с другими повезло. В 860 году они приняли православие от святого Кирилла и благодаря этому вошли в состав христианской общины, вследствие чего установили дружбу с крымскими готами, греками и аланами. А прочие продолжали нести тяготы налогов, снизить которые хазарское правительство не могло, даже если бы оно этого хотело. Но от засухи и наводнений совершенно не пострадали хазарские иудеи. Они жили в городах, в комфортабельных деревянных домах, теплых зимой, прохладных летом. Пищу они покупали на базаре. Караванщики, проходившие через Итиль, платили за все не торгуясь, так как перекладывали растущие расходы на покупателей в Китае и Провансе. Поэтому на социальные отношения внутри иудейской общины природные явления не оказывали никакого влияния. Их воздействие амортизировалось в хазарском этносе, вмещавшем общину. Ослабление кочевников, стада которых мерли от бескормицы, было иудеям только на руку.
И мясо можно было купить дешево, и слабый враг не опасен. Поэтому в X веке активность хазарского правительства не снизилась, а возросла. Следовательно, должны были начаться жестокие войны, и они действительно вспыхнули на юге и западе. Но не на севере. Перенос пути атлантических циклонов в лесную зону был сопряжен с обильными снегопадами, затяжными летними и осенними дождями и, соответственно, заболачиванием лесных полян, то есть мест, наиболее перспективных для примитивного земледелия. Хозяйство этносов Волго-Окского междуречья было подорвано, а значит и сила их сопротивления иноземным захватчикам ослабла. Если в середине IX века хазарские евреи договаривались с норманнами о разделе Восточной Европы, то к началу X века они захватили ее почти всю. В состав Хазарии вошли буртасы на Средней Волге, болгары на Нижней Каме, сувазы, чуваши на Верхней Волге, арису, мордва, эрзя, черемисы, мари в Заволжье, вятичи на Оке, северяне на Десне и славяне, под которыми подразумеваются другие славянские племена. Рубеж IX-X веков — это кульминация иудео-хазарского могущества и катастрофа для аборигенов Восточной Европы, перед которыми стояла альтернатива — рабство или гибель. Вокруг Каспийского моря. Торговые пути были нервами иудейской Хазарии, но Каспийское море слишком часто бывает неспокойно, протоки Волжской дельты в устьях мелеют и непроходимы для крупных морских кораблей, а восточные берега безводны и безлюдны. Поэтому правительство не завело собственного флота, предпочитая пользоваться караванными путями во вход Каспийского моря. Наиболее удобным был путь из Багдада через Кавказ, где, именовав Дербент, купцы сразу попадали в Хазарию, и оттуда в Булгар и Великую Пермь. Второй путь шел через Мерв, Бухару и Хорезм, по берегу Амударьи, через плоскогорье Устюрт, ворота в страну тюрков, затем пересекал реки Эмбу, Яик, Сакмару и дальше шел по левому берегу Волги в Булгар. Недостатком этого маршрута было то, что он пролегал через кочевья гузов, печенегов и башкир. Причем последние считались жуткими головорезами, а первые, при проходе Ибн Фадлана через их земли, решали, разрезать ли послов халифа пополам или, раздев догола, отпустить назад, или выдать послов хазарам в обмен на своих, находившихся в плену, но потом Ибн Фадлана пропустили дальше. Другая дорога из мусульманских стран Средней Азии шла через Нижнюю Эмбу и низовье Яика прямо на Волгу в Итиль. Этот путь был оборудован великолепными караван-сараями из тесаного камня и колодцами, облицованными камнем, на расстоянии друг от друга примерно в 25 километров. Нормальный переход каравана. Но, несмотря на все принятые меры, восточный путь был длиннее и труднее западного, кавказского. И использовался он только тогда, когда не было другого выхода. Но море тоже не оставалось пустым. По нему плавали корабли русов из Итиля в Гурган, где перегружали товары на верблюдах для отправки в Багдад. Разумеется, и этот путь был под контролем хазарского царя, который был кровно заинтересован в том, чтобы купцы по этим путям проходили беспрепятственно и чтобы доходы поступали в его казну регулярно. Торговым операциям не мешал даже развал халифата, когда эмиры переставали подчиняться халифу и оставляли собранные налоги себе. В 866 году тюркские наемники взяли Багдад и сменили халифа на своего ставленника. Это был конец господства арабов в государстве, созданном их предками. Перемены коснулись и Кавказа. В 859 году была восстановлена Ганжа, где укрепились арабские правители из племени Шайбан. В 869 году в Дербенте пришли к власти хашемиды, арабы из племени Сулайм, но те и другие, будучи правоверными суннитами, не порывали отношений с Багдадом и наместниками Азербайджана, с аджидами. Поэтому у хазарского царя не было повода для беспокойства. Но совсем по-иному пришлось реагировать на шиитское движение иранских народов, живших на южном берегу Каспийского моря. В 867 году горцы Табаристана, поднявшие восстание под знаменем алидов, отделились от халифата. Области Южного Прикаспия, защищенные с севера морем, а с юга могучим хребтом Эльбурса, были надежным убежищем для древних этносов, сохранявших фактическую независимость и при селевкидах, и даже при сасанидах. Арабское завоевание тоже не нарушило течение жизни горцев Эльбурса, так же, как горцев Астурии, Басконии и Киликии.
хотя и вызвало ненависть к арабам. Влияние ислама, принятого лишь в 842 году, было ничтожно, а потому шиитская пропаганда, по сути дела антиарабская, нашла в Дейлеме и Табаристане подходящую почву. Эти горцы охотно шли сражаться не за алидов, а против аббасидов. И чем более слабел багдадский халифат, тем грознее становилась сила дейлемитов, реликта, не растратившего своих сил, как арабы и персы, и достойного противника степных тюрков, единственной боеспособной армии суннитских владык. Областью, поставлявшей хазарским царям наемников, был Гурган, волчья страна, расположенная на юго-восточном берегу Каспия. Воинственные обитатели этой бедной земли охотно оправдывали свое прозвание «волки» и продавали свою доблесть тем, кто за нее платил. Официально Гурган подчинялся наместнику Хорасана, где правили потомки персидских аристократов тахириды, правоверные сунниты. В 872 году вождь восставших шиитов Табаристана Хасан вторгся в Гурган и завоевал его, а потом захватил богатые города Казвин и Рей, Тегеран. Хазарские иудеи сразу лишились и удобного караванного пути, и храбрых наемников, переставших поступать в Итиль. Эпоха миролюбия кончилась. Война с шиитами стала для хазарских евреев насущной необходимостью. Для войны с мусульманами нужны были воины-язычники, то есть скандинавские варяги. Хазарский царь пригласил дружину Хельги, Олега, посулив варягам раздел Восточной Европы и поддержку за уничтожение русского каганата и Аскольда. Конунг Олег в 882 году овладел Смоленском и Киевом, а к 885 году подчинил себе северян и радимичей, до того бывших данниками Хазарии. Молчание летописца Нестора показывает, что в последующие годы Олег не побеждал, а уже в начале X века русский флот оперирует на Каспии против врагов хазарского царя. Очевидно, киевские варяги стали поставлять хазарскому царю дань кровью. Они посылали подчиненных им славяно-русов умирать за торговые пути рахданитов. Благоприятно для хазарского царя сложились дела в Средней Азии, где власть попала в руки просвещенных саманидов, покровителей городов, а тем самым и международной торговли. В 900 году Исмаил Самани разгромил шиитское государство алидов в Южном Прикаспии. Но местное население Гиляна, Дейлема и Мазандерана, никогда не подчинявшееся чужеземцам, укрылось в горных замках, и власть саманидов в Табаристане была призрачной. До тех пор, пока дейлемитов с юга прикрывали горы Эльбурса, а с севера Каспийское море, они могли держаться, так как ни саманиды, ни хазары не имели флота. Но в 909 году на море появились ладьи русов, разгромивших остров Абаскун. На следующий год русы напали на Мазандеран, но потерпели поражение и ушли. В 913 году огромный флот, 500 кораблей, с разрешения хазарского царя Вениамина вошел в Каспийское море и подверг грабежу побережья Гиляна, Табаристана и Ширвана. Естественно предположить, что русов просто пригласил царь Вениамин для расправы с разбойниками-горцами. Русы сразились с гилянцами и дейлемцами, видимо, без больших успехов, а затем напали на Ширван и Баку, где сидели саджиды, правители, поставленные халифом, сунниты и, следовательно, друзья хазар. И здесь развернулись со свирепостью, свойственной их скандинавским вождям. Набрав много добычи, русы вернулись в Итиль, послали хазарскому царю условленную долю и остановились на отдых. Тогда мусульманская гвардия хазарского царя потребовала от него разрешения отомстить русам за кровь мусульман и за полон женщин и детей. Царь разрешил, и в трехдневной битве, утомленные походом, русы потерпели поражение. Число погибших исчислено в 30 тысяч человек. В плен не брали. Остатки русов бежали по Волге на север, но были истреблены буртасами и булгарами. Очевидно, варяжская неуместная инициатива вызвала расправу со стороны хазарских мусульман, тем более что разгром врагов Дейлема настолько облегчил положение шиитов, что в 913 году они освободились от власти саманидов и вытеснили последних из Гиляна и Табаристана. Всю первую половину X века дейлемиты развивали успех. Часть их двинулась на юг, захватила Фарс, Кирман, Хузестан и, наконец, в 945 году Багдад, где их вожди в течение 110 лет держали под своей опекой халифов.
Другая часть подчинила в 914 году Азербайджан и дошла до Дербента. Каспийская торговля оказалась под контролем недругов Хазарии, точнее врагов хазарской торговли. Ущерб был большой, но поправимый, потому что оставалась караванная дорога восточнее Каспия. В 913 году хазары в союзе с гузами разбили восточных печенегов, кочевавших между Волгой и Яиком. Это отчасти компенсировало им потерю союзников Закавказья, саджидов, но господство грубых и свирепых дейлемитов в Иране и Азербайджане отравляло жизнь хазарским евреям. И самое досадное, что против них нельзя было послать верных наемников-суннитов из Гургана, ибо повелитель правоверных, багдадский халиф, отдавал приказания через дейлемских эмиров, а те не допускали, чтобы он приказал убивать их братьев руками мусульман. Следовательно, надо было опять поднимать русов на войну за торговые интересы еврейской общины. А русы после предательства 913 года не стремились повторять походы на Каспий. Конечно, можно было бы мобилизовать самих хазар, хотя бы ту их часть, которая была обращена в православие еще в VIII веке, но на это правительство не решилось. Надо думать, не без оснований. Хазары никаких выгод от торговли не имели, и воевать им было не за что. Поэтому события потекли по иному руслу. Враги обновленной Хазарии. Всегда было известно, что война — дело тяжелое и неприятное, но есть вещи хуже войны. Обращение в рабство, оскорбление чтимых святынь, разграбление имущества и, наконец, оскорбительное пренебрежение. Все это выпало на долю народов Восточной Европы после того, как они оказались в сфере влияния иудейской Хазарии. Но этнические различия между ними не давали им возможности объединиться. Зато итильское правительство легко могло натравливать их друг на друга, используя старые, но незабытые межплеменные счеты. Еще в IX веке царь Вениамин вел войну против ассов, осетин, турок, мадьяр, пайнилов, печенегов и македона, византийцев. Вениамин победил коалицию противников при помощи алан. Затем царь Аарон победил алан при помощи торков, гузов, в начале X века. Артамонов датирует это событие 932 годом и связывает с ним гонение на христианство, от которого Аарон принудил отречься побежденных алан. В 922 году глава камских болгар Альмуш принял ислам и отделил свое государство от Хазарии, рассчитывая на помощь багдадского халифа, который должен был запретить мусульманским наемникам воевать против единоверцев. Кроме того, он просил у халифа денег для постройки крепости против иудеев, поработивших его. Халиф приказал продать конфискованное имение казненного визиря и вручить деньги послу Ибн Фадлану. Но покупатель не смог догнать караван посольства, и крепость в Булгарии построена не была, а хорезмийцы в X веке уже не обращали внимания на приказы ослабевших багдадских халифов, поскольку они касались не духовных, а мирских дел. Вероотступничество не укрепило, а ослабило великий Булгар. Одно из 3 болгарских племен, Сувас, предки Чувашей, отказалось принять ислам и укрепилось в лесах Заволжья. Расколотая болгарская держава не могла соперничать с иудейской Хазарией. Похожим было положение у гузов. В 921 году один из их вождей принял было ислам, но соплеменники предложили ему отречение либо от новой веры, либо от власти. Гуз вернулся к древним богам. Итак, попытки освободиться от иудеев при помощи мусульман оказались обреченными на неуспех. Это учли русы и славяне, поляне, поставленные варяжскими захватчиками в положение отнюдь неблагоприятное, что старательно затушевывал летописец Нестор. К счастью, у нас есть возможность восполнить опущенные им сведения. Хазары собственной монеты не имели, используя арабские диргемы. Какая-то часть этих денег, естественно, оставалась у подданных хазарского царя, а реал диргемов с куфическими надписями в 883-900 годах доходил до восточной границы русской земли, то есть ими пользовались северяне, находившиеся в сфере влияния Хазарии. После 900 года диргемы появляются в кладах русской земли, что показывает на включение ее в экономическую систему Хазарии. Эти диргемы не военная добыча, потому что победы всегда бывают отражены в летописях. Это оплата за услуги на Каспийском море в 909-910 годах, то есть за кровь славяно-русских богатырей, пролитую ради чужих интересов, за подавление древлян в 914 году,
за войну с печенегами в 920 году, за предательство, совершенное царем Вениамином в 913 году, которое осталось безнаказанным, и за многое такое, что современники постарались не заметить, а потомки забыть. Поводов для восхваления Олега Вещего нет. Само собой понятно, что варяжское правительство не могло быть популярным среди славянского населения Поднепровья. Это подметил Соловьев, хотя он и не располагал сведениями, ныне вошедшими в арсенал науки. Олег рассматривается им не как храбрый воитель, а как хитрый политик и сборщик дани с беззащитных славянских племен. Так оно и было. Если верить летописи, не отмечающей с 920 по 941 год ни одного события отечественной истории, то надо признать русичей трусами и обывателями, неспособными ни отомстить за преданных и убитых соотечественников, ни отстоять свое добро от сборщиков дани, переправлявших награбленное имущество в Итиль. Но верить надо не летописи, а совокупности сведений. Последние же показывают, что хазарским евреям приходилось все время подавлять народные движения, и русы доставляли им немало хлопот. Кроме того, менялось международное положение, и это весьма сказывалось на судьбе евреев, не только хазарских, но и соседних, а это, в свою очередь, оказывало воздействие на внешнюю политику Хазарии. Хазарские иудеи могли не опасаться раздробленных на партии и султанаты мусульман, но им приходилось считаться с растущей силой Византии, где пришла к власти Македонская династия. Все православные христиане были потенциальными союзниками Византии, а число их, благодаря деятельности Кирилла и Мефодия, росло. В 867 году произошло первое крещение Руси, и вряд ли будет ошибочным предположение, что варяжское завоевание остановило приобщение Руси к православию. А кому это было на руку? Только хазарским евреям. Разумеется, греки не могли ликовать по такому поводу, тем более что хазарская торговля питала Багдад, а хазарская дипломатия натравливала болгар на Константинополь. С другой стороны, византийские евреи не проявляли привязанности к странам, где их не любили и обижали. Поэтому ряд евреев примкнул к нему, хазарскому царю, из мусульманских стран и из Византийской империи. Согласно Масуде, причина в том, что император, правящий ныне, в 943 году, и носящий имя Арманус, Роман, обращал евреев своей страны в христианство силой и не любил их, и большое число евреев бежало из Рума в страну Хазар. Вполне понятно, что отношения между христианами и иудеями обострились, и потекла кровь. Подвиги полководца Писаха. Греко-хазарский конфликт, в котором отразилось армяно-еврейское соперничество, не мог пройти незамеченным на Руси. Василий Македонянин был армянин, переселившийся в Македонию. Эпоха Македонской династии была временем преобладания армян при дворе и в управлении. Русь в узком смысле включала 3 города – Киев, Чернигов и Переяславль. В Киеве должна была появиться надежда избавиться от обременительного союза с Хазарией путем союза с далекой Византией. Поэтому эмиссары Романа Ликопина смогли подстрекнуть киевского князя на участие в войне Византии против Хазарии, начавшейся в 939 году. Войну развязал хазарский царь Иосиф, который низвергг множество необрезанных, то есть убил много христиан. К сожалению, источник умалчивает, где производились экзекуции, но, по-видимому, пострадали христиане, жившие внутри Хазарии, так как нет упоминания о походе. Казни эти рассматривались как ответ на гонения на евреев в Византии, но нельзя не заметить, что хазарские христиане в действиях византийского императора повинны не были. Затем выступили русы. Вождь их в источнике назван Халгу, Хельгу, то есть Олег, хотя по повести временных лет в это время правил Игорь Старый. Если Хельгу имя собственное, то это был тезка вещего Олега, но скорее это титул скандинавского вождя, то есть имеется в виду сам Игорь, ибо Хельгу назван царем России. В 939 году, или в начале 940 года, Хельгу внезапным ночным нападением взял город Самкрай, Самкерц, на берегу Керченского пролива, потому что не было там начальника, раб Хашманая. Видимо, нападение русов было для хазарского царя неожиданностью. В то же время другая русская рать, предводительствуемая воеводой Свенельдом, покорила племя уличей, обитавших в низовьях Днестра и Буга. Уличи воевали против киевского князя еще в 885 году.
и, естественно, находились в союзе с хазарами. Тогда им удалось отстоять свою независимость от Киева. Наконец, войска русов после трехлетней осады, закончившейся в 940 году, взяли оплот Уличей город Пересечен и обложили их данью в пользу воеводы Свенельда. Отсюда видно, что война велась на обширной территории, весьма продуманно и целеустремленно. Это отнюдь не похоже на случайный пограничный инцидент или на грабительский набег варяжских дружинников. Хазарский царь ответил на удар ударом. Полководец досточтимый Песах освободил Самкерц, отбросил русов от берегов Азовского моря, вторгся в Крым, взял там 3 греческих города, где избил мужчин и женщин, но был остановлен стенами Херсонеса, куда спаслось уцелевшее христианское население Крыма. Затем Песах пошел на Хельгу, то есть подступил к Киеву, опустошил страну и принудил Хельгу против его воли воевать с бывшими союзниками-византийцами за торжество купеческой иудейской общины Итиля. Все эти события в русской летописи опущены, за исключением последовавшего за ними похода на Византию. Это понятно, грустно писать о разгроме своей страны, но разгром этот подтверждается новыми косвенными данными. Около 940 года от Киевского княжества отпало Днепровское левобережье, северян и Радимичей впоследствии пришлось покорять заново. Русы выдали победителю свое лучшее оружие — мечи, и, видимо, обязались платить дань, собираемую с племен правобережья, то есть древлян. Завоеванные земли уличей и тиверцев в низовьях Днестра и Дуная попали в руки печенегов. Кривичи освободились и создали независимое Полоцкое княжество. Осколок Варяжской Руси из неравноправного союзника хазарского каганата превратился в вассала, вынужденного платить дань кровью своих богатырей. Русам абсолютно не из-за чего было воевать с греками. Нестор не мог придумать подходящий мотив для похода и ограничился голой констатацией фактов. Зато еврейский аноним раскрыл причины происшедшей трагедии. Не без гордости он приписал ее давление досточтимого Песаха на русского князя Хельгу, грекам и имя Игоря тоже неизвестно, который воевал против Константина на море 4 месяца, и пали там богатыри его, потому что македоняне осилили его огнем, и бежал он, и постыдился вернуться в свою страну, и пошел морем в Персию, и пал там он и весь стан его. Тогда стали русы подчинены власти хазар. Эта война протекала в 941 году. Ужасные последствия ее для русских богатырей описаны в повести временных лет, несмотря на усилия летописца представить события более приглядно. 10 тысяч кораблей высадили десант на северном побережье Малой Азии, и начались такие зверства, которые были непривычны даже в те времена. Русы пленных распинали, расстреливали из луков, вбивали гвозди в черепа, жгли монастыри и церкви, несмотря на то, что многие русы приняли православие еще в 867 году. Все это указывает на войну совсем иного характера, нежели прочие войны X века. Видимо, русские воины имели опытных и влиятельных инструкторов, и не только скандинавов. Греки подтянули силы, сбросили десант в море и сожгли русские лодки греческим огнем. Кто из русов не сгорел, тот утонул. Хазарские евреи избавились от обоих возможных противников. Согласно повести временных лет, поход на Византию был повторен в 944 году. Шахматов считает рассказ об этом походе выдумкой, но, по-видимому, он не прав. В 943-944 годах уцелевших русских воинов хазарские иудеи бросили в Арран, Азербайджан, где засели дрелемские шииты. Русы при высадке разбили войска правителя Арана Марзубана ибн Мухаммеда и взяли город Бердаа на берегу Куры. Марзубан блокировал крепость, и в постоянных стычках обе стороны несли большие потери. Однако страшнее дрелемских стрел и сабель оказалась дизентерия. Эпидемия вспыхнула в стане русов. После того, как в одной из стычек был убит предводитель русов, они пробились к берегу и уплыли обратно в Хазарию. Итак, за 3 года союза с царем Иосифом русы потерпели 2 тяжелых поражения и потеряли много храбрых воинов. Но даже если бы они победили, то победа ничего бы им не дала, потому что закрепиться в Малой Азии или в Закавказье было невозможно, да и не нужно. Обе войны были проведены исключительно в интересах купеческой общины Итиля. Казалось, что славяно-русы
должны разделить горькую участь тюрка-хазар. Кто виноват? Может показаться, что агрессия в интересах купеческой верхушки иудейской общины, произведенная руками харизмийских наемников и воинственных русов, была плодом злой воли хазарских царей Вениамина, Аарона и Иосифа при попустительстве хазарских каганов, имена коих история не сохранила. Действительно, крови было пролито немало, погибли ни в чем не повинные обитатели побережья Черного и Каспийского морей, сложили голову за чужое дело русские богатыри, были обобраны и ежедневно оскорбляемы хазары, аланы потеряли свои христианские святыни, славяне платили дань по белке от дыма, лишь бы их не трогали печенеги, гузы не смыкали глаз, охраняя свои палатки от внезапного нападения. Это перманентное безобразие было тяжело для всех народов, кроме купеческой верхушки Итиля и обслуживавших ее наемников, но последние за приличное содержание платили своей кровью. Но если мы попытаемся осудить за создавшуюся ситуацию иудейскую общину Хазарии, то немедленно встанет вопрос, а чего было ждать? Евреи попали в Хазарию вследствие гонений, которым они подвергались в Иране за близость к маздакитам, а в Византии за сотрудничество с арабами, вызванное торговым соперничеством с греками и армянами. Те и другие в торговых операциях были не менее искусны, чем евреи, а к тому же пользовались поддержкой своего правительства. Евреи, чтобы обойти конкурентов, воспользовались поддержкой чужого правительства, арабского. Но халифы требовали от них помощи в военных операциях, например, сдачи христианских крепостей, что влекло продажу в рабство всех христиан, не убитых при захвате города, и осквернение христианских святынь. Естественно, что родственники и единоверцы погибших в восторге не были. Точно так же поступали языческие союзники хазар с мусульманскими городами, за тем лишь исключением, что в жертву войне хазарские иудеи приносили дейлемских шиитов, горцев, не умевших торговать. Но в 945 году вождь дейлемитов вступил в Багдад и стал править от имени халифа, имея титул Амир ал-Умара, эмир эмиров, главнокомандующий. Это означало, что хазарские иудеи войну за Каспий проиграли. Им оставалось ориентироваться на союзную Среднюю Азию и только что завоеванную Восточную Европу. Иудейская община получала необходимую ей военную силу из Средней Азии и оплачивала ее данью из Восточной Европы. Но могла ли она поступать иначе? Ведь, выпустив из рук власть, она теряла и накопленные богатства, и контроль над транзитной торговлей, а следовательно все средства к существованию. Горожане и купцы не могли вернуться к земледелию и скотоводству, потому что они не имели навыков, необходимых для этих занятий. Потеряв власть, они теряли богатство, а вслед за тем и жизнь, поэтому им надо было держаться и побеждать. Но победы и расширение державы не всегда ведут к процветанию и устойчивости. Покорение сильного этноса иной раз стоит дороже, чем доходы, которые можно получить. Это показали первыми камские болгары, освободившиеся от хазарской гегемонии. После болгар при неясных обстоятельствах добились независимости гузы и печенеги. Все они стали врагами иудео-хазар. Победы Песаха позволили хазарскому царю перенести налоговый гнет на русское население Поднепровья, ибо варяжские конунги готовы были оплачивать свой покой данью, собираемой со славян, менее организованных и потому менее опасных. А из этого проистекли дальнейшие события. Итак, если уж применять к историческому процессу человеческие этические нормы, то винить в бедах русской земли можно варягов, конечно, не за то, что они путем обмана захватили Киев, ибо обман на войне — это не предательство доверившегося, и не за то, что они обирали покоренные славянские племена, поскольку те не отстаивали свободу, предпочитая платить дань, а за то, что, возглавив племя полян, называемых тогда Русью, эти конунги блестяще проиграли все войны с греками, печенегами, дейлемитами и хазарскими евреями. Омерзительно, что они, перехватив у русов инициативу, довели страну до полного развала и превратили ее в вассала хазарских царей. Но еще хуже, что, выдав хазарским евреям мечи как дань, то есть по существу обезоружив свое войско, эти узурпаторы бросили своих богатырей на противников, вооруженных греческим огнем или легкими кривыми саблями. Это такая безответственность, такое пренебрежение к обязанностям правителя, что любые оправдания неуместны. Однако малочисленные варяжские дружины не могли бы держаться в чужой стране без поддержки каких-то групп местного населения.
Эти праворяжские гостомыслы, пожалуй, виноваты больше всех других, так как они жертвовали своей родиной и жизнью своих соплеменников ради своих корыстных интересов. В поздних летописях это слово «гостомысл» персонифицируется в имя собственное, старейшина гостомысл, значение термина, симпатизирующий иноземцам. А сопротивление варягам было даже в Новгороде, хотя сведения о нем сохранилось только в поздней Никоновской летописи. «Оскорбишася, новгородцы, глаголющи, яко быти нам рабом и много зла всяческо пострадать и от Рюрика, и ради его. Того же лета уби, Рюрик, Вадима Храброго, и иных многих изби новогородцев, советников его». Однако оно заслуживает доверия. Западнику Нестору было бы незачем сочинять нормандскую теорию происхождения Руси и замалчивать древний, свободный, славный период истории русского каганата, если бы не необходимость переубедить тех, кто скептически относился к рассказам о подвигах варяжских конунгов. А таких людей в Древней Руси было, видимо, немало. Но помимо эмоционального отношения к давно минувшим фактам, необходим их объективный анализ. Друзья варягов, хотели они того или нет, способствовали включению русской земли в мировой рынок, который в то время находился под контролем иудейской Хазарии. Русь поставляла на мировой рынок меха, олово и рабов, но не получала взамен ничего, так как поставляла эти товары как дань. Вот почему князь Игорь Старый, собирая дань в стране древлян, вынужден был отпустить часть своей дружины, после чего был убит древлянами. Дружину надо было оплачивать той же добытой данью, но из нее же надо было послать дань в Хазарию, чтобы полководец Песах не повторил поход. Игорь больше страшился Хазар и решил собрать требуемую сумму с наименьшими затратами. Поэтому он стал экономить на технике безопасности и погубил не только себя, но и своих сторонников. Но жалеть его не стоит. Благодаря оплошности Игоря Русь вернула себе свободу и славу. Переворот в Киеве. До тех пор, пока хазарское правительство подчиняло себе народы многочисленные, как черные болгары, культурные, как аланы, храбрые, как печенеги, и вольнолюбивые, как гузы, оно умело управлять ими. Всегда можно было подкупить вождя или нанять на службу удальцов из народа, или обольстить влиятельных женщин, или завербовать предателей. Важно было то, что этнопсихологическую реакцию можно было рассчитать, так как творческие элементы в психологии были вытеснены традиционными, поддающимися изучению. Но древние славяно-русы в X веке, в отличие от перечисленных народностей, были пассионарным этносом. Надлом, то есть переход из акматической фазы в инерционную, связанный с варяжской узурпацией, унес много жертв и принес немало позора, но не полностью уничтожил пассионарный генофонд в стране. В благодатном ландшафте, в устойчивом быте, не нарушенным ни техническими усовершенствованиями, ни европейскими методами воспитания, росли сироты, дети богатырей, погибших на Черном море от греческого огня и на Каспийском от эпидемий. А они знали, кто послал их отцов на гибель, отобрав предварительно заветные мечи. Они видели, куда уходили шкуры белок и куниц, и от чего мерзли их матери и сестры. Они слышали грозные окрики из Киева, где сидел князь, надежно защищенный от народа союзом с хазарским царем, войско которого было всегда наготове. В этой обстановке росли ровесники князя Святослава. По аутентичному источнику, летописанию, князь Святослав родился в 942 году. Его официальный отец Игорь в 879 году был детесквельми. Но даже в этом случае в 942 году ему было более 66 лет, а его жене Ольге 49-50. Святослав был их первенец, и он действительно был сын Ольги. А что касается Игоря Рюриковича, то это на совести автора аутентичного источника, так же, как и возраст Ольги, которая вплоть до кончины в 969 году вела себя куда более деятельно, чем это может старуха в 76 лет. Нестор погрешил против истины. В 946 году князь Мал сватается к Ольге, которой 54 года. Нелепость, но это не описание династического брака, а вставная дидактическая новелла. В 955 году на приеме у Константина Багряна-Родного она была, согласно Нестору, столь красива лицом, что Базилевс влюбился
в старуху 62 лет? Одно из двух. Неверен ли возраст Ольги? Или все остальное? Интересно, что Ольга с сыном жили не в Киеве, а в Вышгороде, где кормильцем Святослава, то есть учителем, был некто Асмут, а воевода его отца Свенельд. Свенельд имел на прокорм своей дружины дань с древлян и уличей. Игорева дружина считала, что это для него слишком роскошно. Игорю приходилось платить дань хазарам и кормить свою дружину. В 941 и 943 годах киевский князь откупался от хазарского царя, участвуя в его походах. Но в 944 году Игорь, побуждаемый дружиной, идет походом на Деревскую землю, чтобы собрать себе дань, причитающуюся Свенельду и его дружине. Но Свенельд не отказывается от данных ему прав. Происходит столкновение Игоревой дружины со Свенельдовой и с древлянами, подданными Свенельда. В этом столкновении Игорь убит Мстиславом Лютом, сыном Свенельда. Версия Шахматова устраняет одну из нелепостей версии Нестора, согласно которой корыстолюбие Игоря было сопряжено с легкомыслием. В самом деле, как отпустить дружину, оставаясь в разграбленной стране? Другое дело, если Игорь и его советники были уверены в бессилии древлян и пали жертвой заговора, организованного в Вышгороде. Но и тогда остается неясным, почему киевская дружина не отомстила Мстиславу Лютому за измену и гибель пусть не князя, но своих соратников. И как на это решились в Вышгороде, когда силы Киева превосходили их силу вдвое, и, наконец, почему заговор удался, а месть Мстиславу Лютому совершилась лишь в 975 году, когда его убил Олег Святославович, точнее его свита. В обеих версиях чего-то не хватает. По нашему мнению, не учтено влияние хазарского царя Иосифа. После похода Писаха киевский князь стал вассалом хазарского царя, а следовательно был уверен в его поддержке. Поэтому он перестал считаться с договорами и условиями, которые он заключил со своими подданными, полагая, что они ценят своей жизни больше своего имущества. Это типично еврейская постановка вопроса, где не учитываются чужие эмоции. Свенельдичем и его дружиной овладела обида. Они восприняли лишение их доли дани, без которой вполне можно было обойтись, как оскорбительное пренебрежение, на которое ответили убийством князя. Но так как Игорь и окружавшие его варяги после 2 тяжелых поражений были на Руси непопулярны, то заговорщиков поддержали широкие массы древлян, благодаря чему переворот удался, ибо княжеская дружина оказалась в изоляции. Затем наступило короткое междукняжие, после которого князем стал малолетний Святослав, регеншей его мать, псковитянка Ольга, а главой правительства воевода Свенельд, отец Мстислава Лютого. Состав нового правительства говорит сам за себя. Отметим лишь, что старшее поколение носит скандинавские, а младшее — славянские имена. Короче говоря, вся фактическая власть сосредоточилась в руках либо славян, либо ославяненных россов. Неясен и, вероятно, неразрешим только один вопрос. Был ли Святослав сыном Игоря Старого? Летопись в этом не сомневается, у нас нет уверенности в этом. Но в плане этнологическом это не так уж важно. Ольга и Свенельд восстановили славяно-русскую традицию и вернули Русь на тот путь, по которому она двигалась до варяжской узурпации. И последствия оказались самыми благоприятными для русской земли и весьма тяжелыми для еврейской общины в Хазарии. Славянский элемент восторжествовал и над нормандским, и над рассамонским, сохранив от последнего только само название «Поляне, я же ныне рекомая Русь». Смена веры в 988 году позволила покончить с северными заморскими традициями, и Русь вступила в инерционный период этногенеза, при котором условия для накопления культурных ценностей оптимальны. Лицом к лицу. Русь, избавившись от варяжского руководства, восстанавливалась быстро, хотя и не без некоторых трудностей. В 946 году Свенельд усмирил древлян и возложил на них дань тяжку, 2/3 которой шли в Киев, а остальное в Вышгород, город, принадлежавший Ольге. В 947 году Ольга отправилась на север и обложила данью погосты по Мсте и Луге. Но левобережье Днепра осталось независимым от Киева и, по-видимому, в союзе с хазарским правительством. Вряд ли хазарский царь Иосиф был доволен переходом власти в Киеве из рук варяжского конунга к русскому князю, но похода Писаха он не повторил.
За истекшие 5 лет внешнее положение еврейской общины Итиля осложнилось. Прекратилась не только торговля с Багдадом вследствие победы буидов, но и китайская торговля потерпела урон. В 946 году кидане взяли Кайфын, столицу Китая, и узел караванной торговли, потом отдали его тюркам Шато, а те оказались во вражде с киданями и с китайцами. Торговля от этих неурядиц пострадала сильно, а во Франции тоже шла ожесточенная война между последними каролингами и герцогами Иль-де-Франс. Как уже было сказано, каролинги за деньги давали защиту французским евреям, поэтому их поражение и неминуемость падения Западной империи не сулили евреям ничего доброго. Исходя из этих обстоятельств, хазарский царь Иосиф счел за благо воздержаться от похода на Русь, но отсрочка не пошла ему на пользу. Ольга отправилась в Константинополь и 9 сентября 957 года приняла там крещение, что означало заключение тесного союза с Византией, естественным врагом иудейской Хазарии. Попытка перетянуть Ольгу в католичество, то есть на сторону Германии, предпринятая епископом Адальбертом по заданию императора Оттона I, прибывшим в Киев в 961 году, успеха не имела. С этого момента царь Иосиф потерял надежду на мир с Русью, и это было естественно. Война началась, видимо, сразу после крещения Ольги. То, что война Хазарии с Русью шла в 50-х годах X века, определенно подтверждает письмо царя Иосифа Хаздаи ибн Шафруту, министру Абдарахмана III, омейядского халифа Испании, написанное до 960 года. «Я живу у входа в реку и не пускаю русов, пребывающих на кораблях, проникнуть к ним, мусульманам. Точно так же я не пускаю всех врагов их, приходящих сухим путем, проникать в их страну. Я веду с ними, врагами мусульман, упорную войну. Если бы я оставил их в покое, они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада». Это, конечно, преувеличение. Буиды в Иране, Багдаде и Азербайджане держались крепко. По-видимому, Иосиф хотел расположить к себе халифа Испании, чтобы попытаться создать антивизантийский блок на Средиземном море, где как раз в это время греки при поддержке русов отвоевывали Крит, базу арабо-испанских пиратов. В 960 году Никифор Фока одержал победу. Надежды царя Иосифа на помощь западных мусульман разбились вдребезги. Тем не менее, Византия не могла активно помочь обновленной Руси. Силы греков были скованы наступлением на Киликию и Сирию. В решающие 965-966 годы Никифор Фока взял Мапсуестию, Тарс, завоевал Кипр и дошел до стен великого града Божьего Антиохии. Эти победы стоили дорого. В Константинополе в 965-969 годах царил голод, так как цена хлеба поднялась в 8 раз. Популярность правительства падала. Однако дружба с Византией обеспечила Руси союз с печенегами, важный при войне с Хазарией. Печенеги, придя на западную окраину степи, оказались в очень сложном положении между греками, болгарами и русскими. Чтобы не быть раздавленными, печенеги заключили союзные договоры с русскими и греками, обеспечивали безопасность торговли между Киевом и Херсонесом, снабжали русов саблями взамен тяжелых мечей. Этот союз продолжался до 968 года, то есть до очередного русско-византийского конфликта. Но в решающий момент войны с Хазарией печенеги были на стороне киевского князя. Сторонниками хазарского царя в это время были яссы, осетины, и косоги, черкесы, занимавшие в X веке степи Северного Кавказа. Однако преданность их иудейскому правительству была сомнительна, а усердие приближалось к нулю. Во время войны они вели себя очень вяло. Примерно так же держали себя вятичи, данники хазар. А болгары вообще отказали хазарам в помощи и дружили с гузами, врагами хазарского царя. Последний мог надеяться только на помощь среднеазиатских мусульман. Искренность и выгода. Казалось бы, естественно, что на Востоке союзником иудейской Хазарии было таджикское государство саманидов, известное благодаря активной внешней торговле и блестящей культуре. Однако положение в этой державе было сложным. За 150 лет господства аббасидов в Средней Азии и Иране потомки арабов, персов, сагдийцев и части парфян сумели приспособиться к новым условиям и к X веку слились в монолитный таджикский этнос. Именно таджиков возглавила местная династия саманидов,
и созданная ими культура блистала, как алмаз, по сравнению с которой все прочие оправа. Здесь в кратком очерке нет возможности описать эту богатую эпоху, но кристаллы появляются при остывании магмы. За одно только столетие доблесть Дехкан, вознесших трон Исмаила Самани, растаяла в очаровании садов, веселом шуме базаров и благолепии суннитских мечетей. Потомки воинов стали веселыми и образованными обывателями. Вскоре саманиды, чтобы сохранить свою державу, стали покупать тюркских рабов, гулямов, и составлять из них войско. Те, оставаясь де-юре рабами, могли делать карьеру, порой головокружительную, вплоть до наместников провинций, поскольку фактически гулямы были куда сильнее свободных дехкан и купцов. Ведь в их руках были сабли, и все они были профессиональными вояками. Таким любое ополчение не страшно. И за границей были тюрки, ставшие мусульманами. В 960 году приняли ислам карлуки, вслед за ними воинственные чигили и храбрые ягма. Это снискало им симпатии могущественной суннитской церкви, опасавшейся вольномыслия саманидов. Шииты казались мусульманскому духовенству большими врагами, чем иноплеменники. К 999 году саманиды были преданы буквально всеми: тюркскими наемниками, духовенством, горожанами Бухары, но и до этого помочь хазарским евреям они не могли. В ином положении был одинокий оазис Хорезм, неподалеку от Аральского моря. Хорезм подобен зеленому острову среди желтой пустыни, и древнее население его, Харасми или Хвалиссы, избежало арабского погрома, преобразившего города Сагдианы. Хорезм-шах покорился арабам еще в 712 году, согласился на уплату дани и обязался оказывать военную помощь. Этим он спас свой народ, состарившийся и уставший. Харасмии — близкие родственники парфян, следовательно, начальная дата их этногенеза — 4-3 века до нашей эры. Но ему еще предшествовал инкубационный период, длительность коего определить пока трудно. Значит, к X веку нашей эры Харасмии прошли все фазы этногенеза и находились в гомеостазе, что позволило им без сопротивления принять в свою среду пассионарных тюрок, стремившихся с ними ужиться. А это сделало возможной полную ассимиляцию на мирной основе. В X веке в Хорезмском оазисе было два государства. Старожилами в Кяте правил Хорезм-шах, осевшими в Ургенче тюрками эмир. Они объединились в 996 году, и тогда Хорезм стал тюркоязычным, оседлым, самостоятельным этническим образованием. Необходимую для этого традицию сберегли потомки хорасмиев, а пассионарность привнесли тюрки, главным образом туркмены. За X век, благодаря исключительно благоприятным условиям, симбиоз превратился в системную целостность, этнос в мусульманском суперэтносе. Можно задуматься над тем, откуда взялась пассионарность у приоральских кочевников. Эти потомки сарматов должны были растратить ее одновременно с харасмиями, сагдийцами и парфянами. Да, так, но в VI-VII веках, в эпоху западно-тюркютского каганата, с берегов Архона шел генетический дрейф, разносящий признак на окраины ареала популяции. Попросту говоря, степные богатыри во время походов на запад награждали местных красавиц своей благосклонностью, а появлявшиеся потомки наследовали пассионарность отцов. Современники характеризовали харизмийцев так: они храбро воюют с гузами и недоступны для них. Истахри. Они люди гостеприимные, любители поесть, храбрые и крепкие в бою. Магдиси. Люди его, города Кята, борцы за веру и воинственны. Население его, Ургенча, славится воинственностью и искусством метать стрелы. Худут Алалям. Каждой осенью с наступлением холодов царь Хорезма выступал в поход против гузов, Беруни. А так как гузы в X веке стали врагами Хазарского царства, то у царя Иосифа были все основания надеяться на помощь Хорезма. Ведь экономическое благополучие Ургенча и Кята в первой половине X века было основано на торговле с Хазарией, шедшей через Устюрт и Мангышлак в обход кочевий гузов. Будь царь Иосиф или другой еврей владыкой Ургенча, он поддержал бы хазарскую иудейскую общину, потому что это было выгодно не только ему, но и его стране. Но в Ургенче правил тюрк,
который ради веры пошел на менее выгодный союз с освободившимся от Хазарии булгаром. Гузы, воюя с хорезмийцами, купцов через свои земли пропускали, взимая пошлину. Эта торговля была менее выгодна Хорезму, зато совесть тюрка была чиста. Понятие «выгода» у разных этносов и в разные эпохи различно. Для эмира Ургенча деньги значили много, но не все. Он не мог на них купить расположение мул и улемов, энтузиазм своих конных стрелков, симпатии соседних кочевников и даже любовь своих жен. В Азии не все продается, а многое дается даром ради искренней симпатии, которую эмир должен приобрести, если не хочет сменить трон на могилу. Поскольку общественное мнение хорезмийцев X века формировалось в постоянной войне за ислам, то и правитель их должен был поступать в согласии с установленным стереотипом поведения. Он так и делал. Макдиси сообщает: городами Хазарии иногда завладевает владетель Джурджании. И в другом месте: слышал я, что Ал-Мамун нашествовал на них, Хазар, из Джурджании, победил их и обратил к исламу. Затем слышал я, что племя из Рума, которое зовется Рус, нашествовало на них и овладело их страною. И Ибн Мисковейх, и Ибн Аласир сообщают о нападении в 965 году на Кагана Хазарии какого-то тюркского народа. Хорезм дал помощь при условии обращения Хазар в ислам, а потом обратился и сам Каган там же. Сопоставим эти сведения с тем, что мы уже знаем. В 943 году хазарские иудеи и хорезмийцы, по свидетельству Масуди, были в союзе. В 965 году хазарская держава пала. Следовательно, колебания политики Хорезма имели место в промежутке между этими датами. Логично думать, что шансы царя Иосифа упали после поездки Ольги в Константинополь в 957 году. Значит, в эти годы, 957-964, хорезмийцы под предлогом защиты хазар от гузов и русов обратили языческое население дельты Волги в ислам. Те пошли на это охотно, потому что не видели от своих правителей ничего доброго. Таким образом, Святославу была открыта дорога на Итиль, а подготовка к войне закончена. Пятый акт трагедии. 964 год застал Святослава на Оке в земле Вятичей. Война русов с хазарскими иудеями уже была в полном разгаре, но вести наступление через Донские степи, контролируемые хазарской конницей, киевский князь не решился. Сила русов X века была в ладьях, а Волга широка. Без излишних столкновений с вятичами русы срубили и наладили ладьи, а весной 965 года спустились по Оке и Волге к Итилю, в тыл хазарским регулярным войскам, ожидавшим врага между Доном и Днепром. Поход был продуман безукоризненно. Русы, выбирая удобный момент, выходили на берег, пополняли запасы пищи, не брезгуя грабежами, возвращались на свои ладьи и плыли по Волге, не опасаясь внезапного нападения болгар, буртасов и хазар. Как было дальше, можно только догадываться. При впадении реки Сарысу Волга образует два протока: западный, собственно, Волга, и восточный, Ахтуба. Между ними лежит зеленый остров, на котором стоял Итиль, сердце иудейской Хазарии. Правый берег Волги — суглинистая равнина, возможно, туда подошли печенеги. Левый берег Ахтуба — песчаные барханы, где хозяевами были гузы. Если часть русских ладей спустилась по Волге и Ахтубе ниже Итиля, то столица Хазарии превратилась в ловушку для обороняющихся без надежды на спасение. Продвижение русов вниз по Волге шло самосплавом, и поэтому настолько медленно, что местные жители, хазары, имели время убежать в непроходимые заросли дельты, где русы не смогли бы их найти, даже если бы вздумали искать. Но потомки иудеев и тюрков проявили древнюю храбрость. Сопротивление русам возглавил не царь Иосиф, а безымянный Каган. Летописец лаконичен: и бывший брани, одол Святослав, козаром и град их взя. Вряд ли кто из побежденных остался в живых, а куда убежали еврейский царь и его приближенные соплеменники, неизвестно. Эта победа решила судьбу войны и судьбу Хазарии. Центр сложной системы исчез, и система распалась. Многочисленные хазары не стали подставлять головы под русские мечи, это им было совсем не нужно. Они знали, что русам нечего делать в дельте Волги,
а то, что русы избавили их от гнетущей власти, им было только приятно. Поэтому дальнейший поход Святослава по наезженной дороге ежегодных перекочевок тюрко-хазарского хана через черные земли к Среднему Тереку, то есть к Семендеру, затем через кубанские степи к Дону и после взятия Саркела в Киев прошел беспрепятственно. Русские ратники, изголодавшиеся за долгий переход по полупустыне, разграбили роскошные сады и виноградники вокруг Семендера, но обитатели этих незащищенных поселений могли легко укрыться в густом лесу на берегу Терека. Жители Саркела, вероятно, разбежались заблаговременно, ибо сражаться стало не за что и не для чего. Гибель иудейской общины Итиля дала свободу хазарам и всем окрестным народам. Зигзаг сгладился, и история потекла по нормальному руслу. Хазарские евреи, уцелевшие в 965 году, рассеялись по окраинам своей бывшей державы. Некоторые из них осели в Дагестане, горские евреи, другие в Крыму, караимы. Потеряв связь с ведущей общиной, эти маленькие этносы превратились в реликты, уживавшиеся с многочисленными соседями. Распад иудео-хазарской химеры принес им, как и хазарам, покой. Поклонники плененного света. Хазарская трагедия описана нами, но не объяснена. Неясными остаются причины того, почему многочисленная еврейская община, лишенная искренних друзей, ненавидимая соседями, не поддержанная подданными, 150 лет господствовала над международной торговлей и возглавляла добрую половину разрозненных иудейских общин. Без искренних попутчиков и союзников такое дело неосуществимо. Значит, у иудейской Хазарии такие союзники были. «Враги наших врагов — наши друзья», — гласит старинная пословица. Даже если они нас не любят и ничего от нас не получают, они, борясь со своими, а тем самым нашими врагами, помогают нам. В IX-XI веках непримиримыми по отношению к христианству, исламу и хинаяническому буддизму были сторонники учения пророка и философа Мани, казненного в Иране в 276 году. Учение его распространилось на восток до Желтого моря, а на запад до Бискайского залива, но нигде не могло укрепиться из-за своей непримиримости. К IX веку манихейская община как таковая исчезла, но она дала начало множеству учений и толкований, породивших несколько сильных движений, резко враждебных христианству и исламу. Повсюду, где только не появлялись манихейские проповедники, они находили искренних сторонников, и всюду текла кровь в таких масштабах, которые шокировали даже привыкших ко многому людей раннего Средневековья. А, собственно говоря, почему надо было из-за поэтических взглядов на мир жертвовать собой и убивать других, но ведь убивали же? Манихейские проповедники в Южной Франции и даже в Италии так наэлектризовывали массы, что подчас даже папа боялся покинуть укрепленный замок, чтобы на городских улицах не подвергнуться оскорблениям возбужденной толпы, среди которой были и рыцари, тем более что затронутые пропагандой феодалы отказывались их усмирять. Во второй половине XI века манихейское учение охватило Ломбардию, где пороки высшего духовенства вызывали законное возмущение мирян. В 1062 году священник Ариальд выступил в Милане против брака священников, но встретил сопротивление архиепископа Гвидо и был убит. Борьба продолжалась, причем архиепископа и его наследника поддерживал император Генрих IV, тайный сатанист, а реформаторов, папы Александр II и Григорий VII, видимо, и папа, и император, не интересовались сущностью проблемы, а просто искали сторонников. За соперничество вождей заплатили жители Милана, который сгорел во время уличного боя в 1075 году. В XII веке манихеи, названные в Италии патаренами, распространились по всем городам вплоть до Рима, причем наименее склонными к ереси оказались крестьяне, а наиболее активными еретиками – дворяне и священники, то есть самая пассионарная часть населения. В Лангедоке, находившемся под призрачным покровительством королей Германии, центром манихейства стал город Альби, из-за чего французских манихеев стали называть альбигойцами, наряду с их греческим наименованием «катары», что значит «чистые». Их община делилась на совершенных, верных и мирян. Совершенные жили в безбрачии и посте, обучая верных и напутствуя умирающих, которые на одре смерти принимали посвящение в совершенные, чтобы спастись от уз материального мира.
Миряне, сочувствующие катарам, переводили на народные языки книги Ветхого Завета как героические сказания, чем понемногу изменяли идеалы рыцарства, а тем самым и стереотип поведения своих читателей. Остальное довершила антипатия провансальцев к французам как к чуждому и агрессивному этносу. К 1176 году большая часть дворянства и духовенства Лангедока стали катарами, а меньшая часть и крестьяне предпочитали молчать и не протестовать. Религиозные воззрения и разногласия сами по себе не повод для раздоров и истребительных войн, но часто являются индикатором глубоких причин, порождающих грандиозные исторические явления. Распространенное мнение, что пламенная религиозность Средневековья породила католический фанатизм, от которого запылали костры Первой инквизиции, вполне ошибочно. К концу XI века духовное и светское общество Европы находилось в полном нравственном упадке. Многие священники были безграмотны. Прелаты получали назначение благодаря родственным связям. Богословская мысль была задавлена буквальными толкованиями Библии, соответствовавшими уровню невежественных теологов, а духовная жизнь была скована уставами клюнийских монахов, настойчиво подменявших вольномыслие добронравием. В ту эпоху все энергичные натуры делались или мистиками, или развратниками. А энергичных и пассионарных людей в то время было много больше, чем требовалось для повседневной жизни. Поэтому-то их и старались сплавить в Палестину, освобождать гроб Господень от мусульман с надеждой, что они не вернутся. Но ехали на восток не все. Многие искали разгадок бытия, не покидая родных городов, потому что восточная мудрость сама текла на запад. Она несла ответ на самый больной вопрос теологии. Бог, создавший мир, благ. Откуда же появились зло и сатана? Принятая в католичестве легенда о восстании обуянного гордыни ангела не удовлетворяла пытливые умы. Бог всеведущ и всемогущ. Значит, он должен был предусмотреть это восстание и подавить его. А раз он этого не сделал, то он повинен во всех последствиях и, следовательно, является источником зла. Для подавляющего большинства людей, входивших в христианские этносы Средневековья, сложные теологические проблемы были непонятны и не нужны. Однако потребность в органичном, непротиворечивом мировоззрении была почти у всех христиан, даже у тех, кто практически не верил в догматы религии и уж во всяком случае не думал о них. Характер и система мировоззрения имели практический смысл, отделение добра от зла и объяснение того, что есть зло. Для средневекового обывателя эта проблема решалась просто – противопоставлением Бога дьяволу, то есть путем элементарного дуализма. Но против этого выступили ученые-теологи-монисты, утверждавшие, что Бог вездесущ. Но коль скоро так, то Бог присутствует в дьяволе и, значит, несет моральную ответственность за все проделки сатаны. На это мыслящие люди возражали, что если Бог – источник зла и греха, пусть даже через посредство черта, то нет смысла почитать его. И они приводили тексты из Нового Завета, где Христос отказался вступить в компромисс с искушавшим его дьяволом. На это сторонники монизма возражали теорией, согласно которой сатана был создан чистым ангелом, но возмутился и стал творить зло по самоволию и гордости. Но эта концепция несовместима с принципом всеведения Бога, который должен был предусмотреть нюансы поведения своего творения и всемогущества, ибо, имея возможность прекратить безобразие сатаны, он этого не делает. Поэтому теологи выдвинули новую концепцию. Дьявол нужен и выполняет положенную ему задачу. А это, по сути дела, означало компромисс Бога и сатаны, что для людей, безразличных к вере, было удобно, а для искренне верующих неприемлемо. Тогда возникли поиски нового решения, а значит и ереси. В 847 году ученый-монах Готшальк, развивая концепцию блаженного Августина, выступил с учением о предопределении одних людей к спасению в раю, а других к осуждению в аду, вне зависимости от их поступков, а по предвидению Божию, в силу его всеведения. Это мнение было вполне логично, но абсурдно, ибо тогда отпадала необходимость что-либо делать ради своего спасения, и наоборот, можно было творить любые преступления, ссылаясь на то, что и они предвидены Богом при сотворении мира.
Проповедь Гуршалька вызвала резкое возмущение. В 849 году по поводу ее возникла полемика, в которой принял участие Иоанн Скотт Эригена, заявивший, что зла в мире вообще нет, что зло — это отсутствие бытия. Следовательно, проблема добра и зла вообще устранялась из теологии, а тем самым упразднялась не только теоретическая, но и практическая мораль. Мнение Эригена было осуждено на Поместном соборе в Валенсе в 855 году. Собор высказался в пользу учения Гуршалька и с презрением отверг шотландскую кашу, то есть учение Эригена, которые квалифицировали как тезисы дьявола, а не истинной веры. Но ведь в обоих вариантах зло как метафизическое, сатана, так и практическое преступление реабилитировалось. Гуршальк считал источником зла божественное предвидение, а Эригена предлагал принимать очевидное зло за добро, так как Бог зла не творит. Итак, теоретически проблема добра и зла зашла в тупик, а практически римская церковь вернулась к учению Пелагия о спасении путем совершения добрых дел. Такое решение было отнюдь не сознательным отходом от взглядов блаженного Августина, а скорее инстинктивным, воспринимаемым интуитивно и дававшим практические результаты, естественную мораль. Но если пелагианство удовлетворяло запросам массы, то не снимало вопроса о природе и происхождении зла и сатаны, упомянутого в Новом Завете неоднократно. Неопределенность тревожила пытливые умы молодых людей всех наций и сословий. Не то чтобы они искали в философии и теологии способ обогащения или социального переустройства, нет. Им требовалось непротиворечивое мировоззрение, которое объединило бы их жизненный опыт с традицией и уровнем знаний того времени. В самом деле, годилось ли для людей IX века, одаренных пылким воображением при привычке к конкретному мировосприятию, описание Бога как непостижимости, которая не знает, что она есть? По отношению к предметам мира Бог обозначается как небытие или как монада, не имеющая в себе ни различия, ни противоположения, в отношении к бытию идеальному, как причина всех вещей, обретающих форму, по отношению к своей непостижимости, как божественный мрак. А как могли монахи обители Мальмсбери, где Эригена был настоятелем, молиться мраку, который их и услышать-то не может? Они не могли не усмотреть в учении своего игумена кощунства, и в 890 году, по вполне недостоверной, но весьма показательной версии, убили его собственной чернильницей. Но и после этого больные вопросы не были сняты. Разочаровавшись в возможностях схоластики, которая в X веке переживала очередной упадок, средневековые богоискатели искали решение проблемы вне школ и получали ответы от приходивших с Востока, с Балканского полуострова, манихеев, или, как их называли, катаров, чистые. Зло вечно. Это материя, оживленная духом, но обволокшая его собой. Зло мира — это мучение духа в тенетах материи. Следовательно, все материальное — источник зла. А раз так, то зло — это любые вещи, в том числе храмы и иконы, кресты и тела людей, и все это подлежит уничтожению. Самым простым выходом для манихеев было бы самоубийство, но они ввели в свою доктрину учение о переселении душ. Это значит, что смерть ввергает самоубийцу в новое рождение со всеми вытекающими отсюда неприятностями. Поэтому ради спасения души предлагалось другое — изнурение плоти, либо аскезой, либо неистовым развратом, после чего ослабевшая материя должна выпустить душу из своих когтей. Только эта цель признавалась манихеями достойной. А что касается земных дел, то мораль, естественно, упразднялась. Ведь если материя зло, то любое истребление ее — благо, будь то убийство, ложь, предательство, все не имеет никакого значения. По отношению к предметам материального мира было все позволено. В учении о предопределении, то есть об ответственности за свои грехи, наиболее актуальном для того времени, катары совмещали августинизм Гуршалька и космологию Эригены. Они отрицали свободу воли у человека и делили людей на сотворенных добрым и злым богами. Первые могут сделать зло лишь против воли, и, следовательно, грех не вменяется им в вину, а может только отсрочить их возвращение домой.
При этом они постулировали пресуществование душ и метампсихозис. Этим возвращением они смыкаются с космологией Эригены, с той лишь разницей, что последний отрицал злое начало. Зато он называл Бога божественный мрак, так что неясно, кому он поклонялся, Богу или сатане. С точки зрения его учеников-монахов, логичнее было второе решение, так как божественный мрак, несотворенное и творящее, принимал в себя обратно не свою эманацию, то есть идеи, сотворенные и творящие, и невидимые вещи, наполняющие мир, сотворенные и нетворящие, а неупокоенные души мертвецов, несотворенные и нетворящие, то есть попросту нежить, вампиров, которых люди боятся и которые имеют псевдосуществование при злой для людей активности. Переводя эту дилемму на язык современных понятий, можно сказать, что в возникшей системе представлений роль дьявола играл вакуум, который, как известно, при столкновении с материей весьма активен, хотя без нее лишен существования. Но поскольку живое воображение людей того времени требовало персонификации и доброго, и злого начала, то катары объединили злого бога с богом Ветхого Завета Яхве, переменчивым, жестоким и лживым, создавшим материальный мир для издевательства над людьми. Но тут средневековый христианин сразу задавал вопрос: а как же Христос, который был и человеком? На это были приготовлены два ответа: явный для новообращенных и тайный для посвященных. Явно объяснялось, что Христос имел небесное, эфирное тело, когда вселился в Марию. Он вышел из нее столь же чуждым материи, каким был прежде. Он не имел надобности ни в чем земном, и если он, видимо, ел и пил, то делал это для людей, чтобы не заподозрить себя перед сатаной, который искал случая погубить Избавителя. Однако для верных, так назывались члены общины, предлагалось другое объяснение. Христос — творение демона. Он пришел в мир, чтобы обмануть людей и помешать их спасению. Настоящий же не приходил, а жил в особом мире, в небесном Иерусалиме. Довольно деталей нет, и не может быть сомнений в том, что манихейство в Провансе и Ломбардии не ересь, а просто антихристианство, и что оно дальше от христианства, нежели ислам и даже теистический буддизм. Однако, если перейти от теологии к истории культуры, то вывод будет иным. Бог и дьявол в манихейской концепции сохранились, но поменялись местами. И именно поэтому новое исповедание имело в XII веке такой грандиозный успех. Экзотической была сама концепция, а детали ее привычны. И замена плюса на минус для восприятия богоискателей оказалась легка. Следовательно, в смене знака мог найти выражение любой протест, любое неприятие действительности, в самом деле весьма непривлекательный. Кроме того, манихейское учение распадалось на множество направлений, мироощущений, мировоззрений и степеней концентрации, чему способствовали в разной мере пассионарность новообращенных, позволявшая им не бояться костра, и оправдание лжи, с помощью которой они не только иногда спасали себя, но наносили своим противникам неотразимые губительные удары. Ради успеха пропаганды своего учения катары часто меняли одежду, проникая в города и села то как пилигримы, то как купцы, но чаще всего как ремесленники-ткачи, потому что ткачу было легко попасть на работу и завязать нужные связи, самому оставаясь незамеченным. Отсюда видно, что здесь не классовое антифеодальное движение масс, а маскировка членов организации, объединенной властью манихейского папы, жившего, как говорили, в Болгарии. Но почему же манихейские ученые не смогли вытеснить христианство, особенно когда папы воевали с императорами, а схоласты тратили силы на бесплодные споры друг с другом? Пожалуй, потому что манихейству противостояло неосознанное мировоззрение, которое мы попробуем сформулировать здесь. Бог сотворил землю, но дьявол — князь мира сего. На земле дьявол сильнее Бога, но именно поэтому благородный рыцарь и монах-подвижник должны встать на защиту слабого и бороться с сильным врагом до последней капли крови. Ведь не в силе Бог, а в правде. И творение его, земля, прекрасно. А зло приходит извне, от врат ада. И самое простое и достойное — загнать его обратно. Эта концепция была непротиворечива, проста для восприятия и соответствовала, если не нравам того времени, то его идеалам. А поскольку идеал — это далекий прогноз,
воспринимаемый интуитивно, то он и оправдался. Хотя трагедия, сопутствовавшая его осуществлению, постигла Европу и Азию лишь в XIII веке, то есть за хронологическими рамками нашего сюжета. Поэтому обратимся пока к Византии, которая пострадала от аналогичных учений не менее Франции. Наследники тайного знания. Как было уже кратко сказано, византийский суперэтнос вылупился из яйца христианской общины, социальным обрамлением которой была церковная организация. Но был в этом яйце и второй зародыш, так называемый гностицизм. Гностиками становились мечтатели, богоискатели, почти фантасты, стремившиеся, подобно античным философам, придумать связанную и непротиворечивую концепцию мироздания, включая в него добро и зло. Гностицизм — это не познание мира, а поэзия понятий, в которой главное место занимало неприятие действительности. Среди множества гностических школ и направлений общим было учение о демиурге, то есть ремесленнике, сотворившем мир, чтобы забавляться муками людей. Этим демиургом они считали еврейского ветхозаветного Яхве, которого они противопоставляли истинному Богу, творившему душу, но не материю. Вместе с тем они все признавали Христа, но считали его человеческий облик призрачным, то есть нематериальным. Наиболее распространено было учение афитов, то есть поклонников змея, научившего мудрости Адама и Еву. По этой логико-этической системе в основе мира находится божественный свет и его премудрость, а злой и бездарный демон Ялдаваоф, которого евреи называют Яхве, создал Адама и Еву. Но он хотел, чтобы они остались невежественными, не понимающими разницу между добром и злом. Лишь благодаря помощи великодушного змея, посланца божественной премудрости, люди сбросили иго незнания сущности божественного начала. Ялдаваоф мстит им за освобождение и борется со змеем, символом знания и свободы. Он посылает потоп. Под этим символом понимаются низменные эмоции. Но премудрость, оросив светом Ноя и его род, спасает их. После этого Ялдаваофу удается подчинить себе группу людей, заключив договор с Авраамом и дав его потомкам закон через Моисея. Себя он называет Богом единым, но он лжет. На самом деле он просто второстепенный огненный демон, через которого говорили некоторые еврейские пророки. Другие же говорили от лица других демонов, не столь злых. Христа Ялдаваоф хотел погубить, но смог устроить только казнь человека Иисуса, который затем воскрес и соединился с Божественным Христом. С более изящными и крайне усложненными системами выступили во II веке антиохиец Сатарнил, александриец Василит и его соотечественник, переехавший в Рим, Валентин. Большинство гностиков не стремились распространять свое учение, ибо они считали его слишком сложным для восприятия невежественных людей, поэтому их концепции гасли вместе с ними. Но в середине II века христианский мыслитель Маркион, опираясь на речь апостола Павла в Афинах о неведомом Боге, развил гностическую концепцию до той степени, что она стала доступной широким массам христиан. И это учение не исчезло. Через сотни передач оно сохранилось на родине Маркиона в Малой Азии, и в IX веке преображенное, но еще узнаваемое, стало исповеданием павликиан от имени апостола Павла, выступивших на борьбу с византийским православием. Причем они даже заключили политический союз с мусульманами. Если говорить о религиозной доктрине павликиан, то бросается в глаза их различие с манихеями, сходство с древними гностиками и крайне отрицательное отношение к маздакизму и иудаизму. Но теологические тонкости, которые волновали умы богословов, были чужды и непонятны массам, задачей которых была война против Византии. Для противопоставления себя православию было достаточно общепонятного признания материи не творением Божиим, а извечным злым началом. Этот тезис роднит павликиан с манихеями и катарами. Однако происхождение доктрины от утраченного трактата Маркиона наложило на их идеологию неизгладимый отпечаток. Сочинение Маркиона о несоответствии Ветхого и Нового Заветов не сохранилось, потому что оно во II веке не было ни принято, ни опровергнуто. Оно подверглось осторожному замалчиванию, а потом забвению. Этот способ научной полемики во все века действует безотказно.
Но противники Маркиона не могли предвидеть, что к концу XIX века удастся восстановить содержание его концепции путем применения неизвестной им методики широкого сопоставления фрагментов с общим направлением мысли, достаточно оригинальной, чтобы выделить ее из числа прочих. Эту работу проделал Дёлингер и получил результат, если не идентичный тексту Маркиона, то достаточно к нему близкий. Различие между Богом Ветхого Завета и Богом Евангелия формулировалось катарами, павликианами и христианскими гностиками так. Первый запрещает людям вкушать от древа жизни, а второй обещает дать побеждающему вкусить сокровенную манну. Первый увещевает к смешению полов и к размножению до пределов айкумены, а второй запрещает даже одно греховное взирание на женщину. Первый обещает награду землю, второй — небо. Первый предписывает обрезание и убийство побежденных, а второй запрещает то и другое. Первый проклинает землю, а второй ее благословляет. Первый раскаивается в том, что создал человека, а второй не меняет своих симпатий. Первый предписывает месть, второй — прощение кающегося. Первый требует жертв животных, второй от них отвращается. Первый обещает иудеям господство над всем миром, а второй запрещает господство над другими. Первый позволяет евреям ростовщичество, то есть капитализм, а второй запрещает присваивать незаработанные деньги. Военная добыча в то время рассматривалась как оплата доблести и риска. В Ветхом Завете облако темное и огненный смерч, в Новом — неприступный свет. Ветхий Завет запрещает касаться ковчега Завета и даже приближаться к нему, то есть принципы религии тайна для массы верующих. В Новом Завете призыв к себе всех. В Ветхом Завете проклятие висящему на дереве, то есть казнимому. В Новом — крестная смерть Христа и воскресение. В Ветхом Завете невыносимое иго закона, а в Новом — благое и легкое бремя Христово. Павликиан, как и манихеев, нельзя считать христианами, несмотря на то, что они не отвергали Евангелие. Павликиане называли крест символом проклятия, ибо на нем был распят Христос, не принимали икон и обрядов, не признавали таинства крещения и причащения, и все активно боролись против церкви и власти, прихожан и подданных, сделав промыслом продажу плененных юношей и девушек арабам. Вместе с тем в числе павликиан встречалось множество попов и монахов-растриг, а также профессиональных военных, руководивших их сплоченными дисциплинированными отрядами. Удержать этих сектантов от зверств не могли даже их духовные руководители. Жизнь брала свое, даже если лозунгом борьбы было отрицание жизни. И не стоит в этих убийствах винить Маркиона, который в богословии был филологом, показавшим принципиальное различие между Ветхим и Новым Заветом. Взгляд Маркиона на космос разъяснил его ученик Апеллес. Единое начало, нерожденный Бог, сотворило двух главных ангелов. Один, знаменитый и славный, сотворил мир, другой, огненный, враждебен Богу и миру. Следовательно, мир, как творение доброго ангела, благостен, но подвержен ударам злого огненного, отождествленного с Яхве Ветхого Завета. Различие древнего маркианизма с учениями от него отпочковавшимися очевидно. В идеологическую основу антисистемы византийского суперэтноса могла быть положена и другая концепция, как мы сейчас и покажем. Павликианство было разгромлено военной силой в 872 году, после чего пленных павликиан не казнили, а поместили на границе с Болгарией для несения пограничной службы. Так смешанная манихейско-маркианистская доктрина проникла к балканским славянам и породила богумильство. Вариант дуализма, весьма отличающийся от манихейского прототипа, укрепившегося в те же годы в Македонии, община в Драговичах. Вместо известного противостояния света и мрака, богумилы учили, что глава созданных Богом ангелов, Сатаниил, из гордости восстал и был низвергнут в воды, ибо суши еще не было. Сатаниил создал сушу и людей, но не мог их одушевить, для чего обратился к Богу, обещая стать послушным. Бог вдунул в людей душу, и тогда Сатаниил его надул и сделал Каина. Бог в ответ на это отрыгнул Иисуса, бесплотного духа, для руководства ангелами, тоже бесплотными.
Иисус вошел в одно ухо Марии, вышел через другое и обрел образ человека, оставаясь призрачным. Ангелы скрутили Сатаниила, отняли у него суффикс «ил», единый, в котором таилась его сила, разумеется, мистическая, и загнали его в ад. Теперь он не Сатаниил, а сатана, а Иисус вернулся в чрево Отца, покинув материальный, созданный Сатаниилом мир. Вывод из концепции был неожидан, но прост. Бей византийцев. Теперь можно остановиться, чтобы сделать первое обобщение, предваряющее вывод. Катары, патарены, богумилы, павликиане, маздакиты, строгие, манихеи и их разновидности, несмотря на догматические различия и различный генезис философем, обладали одной общей чертой – антиматериализмом, выражавшимся в ненависти к материальному миру или, как сказали бы в наше время, к окружающей среде. Представители полярной идеологии рассматривали окружающую среду с присущим ей стихийными процессами как творение Божие, то есть как благо. Они были стихийными материалистами, независимо от присутствия в мировоззрении принципа монотеизма. Таким образом, приняв нейтральную систему отсчета, мы можем ввести в исследование деление на два разряда мироощущений, отнюдь не философских или теологических доктрин, жизнеутверждающие, то есть сопричастные биосфере планеты, и жизнеотрицающие, ставящие целью и идеалом аннигиляцию материального мира. Соотношение между этими мировоззрениями отнюдь не зеркальное, вследствие чего присвоить социальным образованиям негативного типа название антисистем можно только условно. Решающей здесь является асимметрия, ибо негативное образование существует только за счет позитивных этнических систем, которые они разъедают изнутри, как раковые опухоли, организм, вмещающий их. Может возникнуть сомнение в том, что описанное явление было в средние века универсально, а не характерно только для христианской культуры. В этом случае можно было бы обойтись без поисков естественного объяснения феномена. Поэтому продолжим описание и рассмотрим, как обстояло дело на Ближнем Востоке, в мире иных культурных традиций и иных этнических соотношений, то есть в арабском халифате при династии аббасидов. Поборники антимира. Мусульманское право, шариат, позволяло христианам и евреям за дополнительный налог, хардж, спокойно исповедовать свои религии. Идолопоклонники подлежали обращению в ислам, что тоже было сносно, но зиндикам, представителям нигилистических учений, грозила мучительная смерть. Против них была учреждена целая инквизиция, глава которой носил титул «палача зиндиков». Зиндик от персидского слова «зент» — смысл, что было эквивалентом греческого «гнозис» — знание. Следовательно, зиндики — это гностики, но в арабскую эпоху это название приобрело новый оттенок — колдуны. Естественно, что при таких условиях свободная мысль была погребена в подполье и вышла из него преображенной до неузнаваемости во второй половине IX века. И даже основатель новой концепции известен. Звали его Абдулла ибн Маймун, родом из Мидии, по профессии глазной врач. Умер в 874-875 годах. Догматику и принцип нового учения можно лишь описать, но не сформулировать, так как основным его принципом была ложь. Сторонники новой доктрины даже называли себя в разных местах по-разному: исмаилиты, карматы, батиниты, равиндиты, бурканты, джанибиты, саидиты, мухаммири, мубанзы и талими. Цель же их была одна — во что бы то ни стало разрушить ислам. Можно было бы усомниться в этой характеристике, исходящей из уст противника, если бы фактический ход исторических событий не подтверждал ее. Видимая сторона учения была проста. Безобразие этого мира исправит Махди, то есть спаситель человечества и восстановитель справедливости. Эта проповедь почти всегда находит отклик в массах народа, особенно в тяжелые времена, а IX век был очень жестоким. Мятежи и отпадение эмиров, восстание племен на окраинах и рабов зинджей в сердце страны, бесчинство наемных войск и произвол администрации, поражение в войнах с Византией и растущий фанатизм мулл — все это ложилось на плечи крестьян и городской бедноты, в том числе и образованных, но нищих, персов и сирийцев. Горючего скопилось много, надо было уметь поднести к нему факел.
Свободная пропаганда любых идей была в халифате неосуществима. Поэтому эмиссары доктрины, даи, глашатые, выдавали себя за набожных шиитов. Они толковали тексты Корана, попутно вызывая в собеседниках сомнения и намекая, что им что-то известно. Но вот где истинный закон забыт, отчего все бедствия и проистекают. А вот если его восстановить, то... Но тут он, как бы спохватившись, замолкал, чем, конечно, разжигал любопытство. Собеседник, крайне заинтересованный, просит продолжать, но проповедник, опять-таки ссылаясь на Коран, берет с него клятву соблюдения молчания, а затем, как испытание доброй воли прозелита, сумму денег на общее дело, сообразно средствам обращаемого. Затем идет обучение новообращенного учению об истинных имамах, потомках Али и 7 пророках, равных Мухаммеду. Усвоив это, прозелит перестает быть мусульманином, так как утверждение, что последним и наивысшим пророком является Махди, противоречит коренному догмату ислама. Затем идут 4 степени познания для массы и еще 5 для избранных. Коран, обрядность, философия ислама – все принимается, но в аллегорическом смысле, позволяющем перетолковывать их как угодно. Наконец, посвященному объясняется, что и пришествие Махди – только аллегория познания и распространения истины. Все же пророки всех религий были люди заблуждавшиеся, и их законы для посвященного не обязательны. Бога на небе нет, а есть только второй мир, где все обратно нашему миру. Свят лишь имам, как вместилище духа. Истинный владыка исмаилитов. Ему надо подчиниться и платить золотом, которое можно легко добыть у иноверцев путем грабежа и торговли захваченными в плен соседями, не вступившими в тайную общину. Все мусульмане — враги, против которых дозволены ложь, предательство, убийство, насилие, и вступившему на путь, даже в первую степень, возврата нет, кроме как в смерть. Община, исповедавшая и проповедовавшая это страшное учение, бывшая бесспорно мистическим и вместе с тем антирелигиозным, очень быстро завоевала твердые позиции в самых разных областях распадавшегося халифата. Наибольший успех имела карматская община Бахрейна, разорившая в 929 году Мекку. Карматы перебили паломников и похитили черный камень Каабы, который вернули лишь в 961 году. Губительными набегами карматы обескровили Сирию и Ирак. Им удалось даже овладеть Мультаном в Индии, где они варварски перебили население и разрушили дивное произведение искусства храм Адитье. Не меньшее значение имело обращение в исмаилизм части берберов Атласа. Эти воинственные племена использовали проповедь псевдоислама для того, чтобы расправиться с завоевателями-арабами. Вождь восставших Убейдулла в 907 году короновался халифом, основав династию фатимидов, потомков сестры пророка Али. Это ему удалось, потому что официально он объявлял себя шиитом, используя тайное право на дезинформацию, даваемое высокой степенью посвящения. В 969 году его потомки овладели Египтом и ворвались в Сирию, но жестокость берберов вызвала возмущение среди местного населения, а попытки халифа Фатимида подчинить себе Карматскую республику Бахрейна вызвала сопротивление вольнолюбивых арабов. Жестокая война, возникшая между арабами и берберами, так ослабила обе стороны, что напор карматов и исмаилитов на суннитов ослабел. Однако фатимиды держались в Египте до 1171 года, опираясь уже не на берберов, которые отпали от халифа, а на наемные войска из негров и тюрков. Негры поддерживали исмаилитов, тюрки были сунниты, подобно большинству населения Египта. Резня этих войск так ослабила правительство, что в 1171 году был осуществлен суннитский переворот, упразднивший династию фатимидов. Власть в Египте, а потом и в Сирии перешла в руки знаменитого Салаха ад-Дина ибн Аюба, основавшего династию аюбидов, распавшуюся на множество мелких владений. Исмаилиты пытались также утвердиться в Иране и Средней Азии, но натолкнулись на противодействие тюрков, сначала Махмуда Газневи, а потом сельджукских султанов. Несмотря на понесенные поражения, исмаилиты в конце XII века держались в Иране и Сирии. Честолюбивый Хасан Сабах, чиновник канцелярии сельджукского султана Меликшаха, выгнанный за интриги, стал исмаилитским имамом.
В 1090 году ему удалось овладеть горной крепостью Аламут в Дейлеме и еще многими замками в разных местах Ирана и Сирии, а в 1126 году сирийские исмаилиты приобрели крепость Баниас и 10 других в горах Ливана и Антиливана. Однако не крепости были главной опорой этих фанатиков. Большая часть подданных старца горы жила в городах и селах, выдавая себя за мусульман или христиан. Но по ночам они, послушные приказам своих даи, совершали тайные убийства или собирались в отряды, нападавшие даже на укрепленные замки. Мусульмане не считали их за единоверцев, и поэт XII века рассказывает, что во время приступа его замка мать увела свою дочь на балкон над пропастью, чтобы столкнуть девушку в бездну, лишь бы она не попала в плен к исмаилитам. Попытки уничтожить этот орден были неудачны, ибо каждого визира или эмира, неудобного для исмаилитов, подстерегал неотразимый кинжал явного убийцы, жертвовавшего жизнью по велению своего старца. А может быть, этого довольно? Провансальские катары, ломбардские патерены, болгарские бугумилы, малоазиатские павликиане, аравийские карматы, берберийские и иранские исмаилиты, имея множество этнографических и догматических различий, обладали одной общей чертой — неприятием действительности. Подобно тому, как тени разных людей не похожи друг на друга не по внутреннему наполнению, которого у теней вообще нет, а лишь по контурам, так различались эти исповедания. Сходство их было сильнее различий, несмотря на то, что основой его было отрицание. В отрицании была их сила, но также и слабость. Отрицание помогало им побеждать, но не давало победить. Эта их особенность так бросалась в глаза всем исследователям, что возник соблазн усмотреть в ней проявление классовой борьбы, которая в эпоху расцвета феодализма, безусловно, имела место. Однако это завлекательное упрощение при переходе на почву фактов наталкивается на непреодолимые затруднения. Классовая борьба против господствовавших феодалов не прекращалась ни на минуту, но она шла по двум линиям, не связанным друг с другом. Крепостные негодовали на произвол баронов, но их программа была сформулирована четко. Когда Адам пахал землю, а Ева прила, кто тогда был джентльменом? Вопрос резонный, но ведь он не имеет ничего общего с учением о том, что все материальное проявление мирового зла и как таковое должно быть уничтожено. Напротив, классовая природа крестьян толкала их на то, чтобы, добившись свободы и прав, возделывать земли, строить дома, воспитывать детей, накапливать состояние, а не бросать все это ради иллюзий, пусть даже вполне логичных. Вторая линия — это борьба городских общин, коммун, в союзе с королевской властью против герцогов и графов. Опять-таки нарождавшаяся буржуазия стремилась к богатству, роскоши, власти, а не к аскетизму и нищете. На Западе города поддерживали то папу, то императора, на Востоке — суннитского халифа. В Византии они были оплотом православия, ибо благополучие горожан зависело от укрепления порядка в мире, а не от истребления мира ради потусторонних идеалов, чуждых и невнятных. И вряд ли проповедь спасительной бедности можно считать социальной программой. Ведь за бедность духовенства ратовали христианские монахи и мусульманские марабуты и суфии, роскошь епископов, непотизм и симонию клеймили самвонов папы и соборы. Но подозрений в ереси они на себя не навлекали. Иной раз бывало, что слишком неугомонных обличителей убивали из-за угла или казнили по вымышленным обвинениям, однако в те жестокие времена и без этого легко было угодить на плаху, особенно когда увлеченный идеей человек не замечал, что он стоит на пути венценосца. Казни совершались и без идеологических нареканий. Да и в самом деле, как может мистическое учение отражать классовые интересы? Ведь для этого оно должно сделаться общедоступным. Но тогда будет потерян руководящий принцип — тайное посвящение и слепое послушание. Ну а каково было поведение самих еретиков? Меньше всего они хотели мира. Феодалов они, конечно, убивали, но столь же беспощадно они расправлялись с крестьянами и горожанами, отнимая их достояние и продавая их жен и детей в рабство. Социальный состав манихейских и исмаилитских общин был крайне пестрым. В их числе были попы-растриги, нищие ремесленники и богатые купцы, крестьяне и бродяги, искатели приключений и, наконец, профессиональные воины,
то есть феодалы, без которых длительная и удачная война была в те времена невозможна. В войске должны были быть люди, умеющие построить воинов в боевой порядок, укрепить замок, организовать осаду, а в X-XIII веках это умели только феодалы. Когда же исмаилитам удавалось одержать победу и захватить страну, например, Египет, то они отнюдь не меняли социального строя. Просто вожди исмаилитов становились на места суннитских эмиров, а также собирали подати с фелахов и пошлины с купцов. А превратившись в феодалов, они стали проводить религиозные преследования не хуже, чем сунниты. В 1210 году старцы горы в Аламуте жгли еретические, по их мнению, книги. Фатимидский халиф Хаким повелел христианам носить на одежде кресты, а евреям — бубенчики. Мусульманам было разрешено торговать на базаре только ночью, а собак, обнаруженных на улицах, было велено убивать. И даже карматы Бахрейна, учредившие республику, казалось бы, свободную от феодальных институтов, сочетали социальное равенство членов своей общины с государственным рабовладением. Как отметил Беляев, напряженная борьба, которую вели карматы против халифата и суннитского ислама, приняла с самого начала и форму сектантского движения. Поэтому карматы, будучи нетерпимыми фанатиками, направляли свое оружие не только против суннитского халифата и его правителей, но и против всех тех, кто не воспринимал их учения и не входил в их организацию. Нападения карматских вооруженных отрядов на мирных городских и сельских жителей сопровождались убийствами, грабежами и насилиями. Уцелевших карматы брали в плен, обращали в рабство и продавали на своих оживленных рынках наравне с другой добычей. Теоретическим основанием такой политики было внутреннее, батин, учение. Божественная субстанция, вышний свет, произвела эманацию, сверкающий свет, а тот, в свою очередь, произвел материю, темный свет, инертный, нереальный, обреченный на гибель. Эта материя — небытие, но в нее брошены искры сверкающего света. Это души пророков, имамов, посвященных, и только они, умирая, переселяются из тела в тело. Все прочие люди, не принадлежащие к избранным, призраки небытия, с которыми можно поступать как угодно, поскольку их бытие нереально. Естественно, что сложившийся на этой идеологической основе стереотип поведения оттолкнул от карматов широкие слои крестьян, горожан и даже бедуинов, которые всегда были готовы пограбить под любыми знаменами, но считали излишним убивать женщин и детей. Ну, какая тут классовая борьба? Но, может быть, это все клевета врагов свободной мысли на вольнодумцев, осуждавших правителей за произвол, а духовенство за невежество? Допустим. Но почему тогда эти клеветники не возражали на критику своих порядков? Негативная сторона еретических учений не оспаривалась, а позитивной французы и персы, греки и китайцы XI-XIII веков отзывались с единодушным омерзением, причем явно без сговора. Но выслушаем и другую сторону. Знаменитого Насир и Хосрова, прятавшегося от туркмен-суннитов в местности Йомган, территории Афганистана, и скончавшегося там около 1088 года. Мыслитель считал, что если убивать змей для нас обязательно по согласному мнению людей, то убивать неверных для нас обязательно по приказу Бога Всевышнего. И неверный более змея, чем змея. Высшая цель его веры — постижение людьми сокровенного знания и достижение ангелоподобия. Средство достижения — установление власти фатимидов, которое он мыслит следующим образом. Узнавши, что заняли Мекку потомки Фатимы, жар в теле и радость на сердце почувствуем мы. Прибудут, одетые в белые Божьи войска, месть Богу над полчищем черных, надеюсь, близка. Пусть саблею солнца из рода пророков взмахнет, чтоб вымер потомков Аббаса безжалостный род, чтоб стала земля бело-красную, словно хулла, и истинной вере дошла до Багдада хвала. Обитель пророка, его золотые слова, а только наследник имеет на царство права. И если на западе солнце взошло, не страшись из тьмы подземелий поднять свою голову ввысь. Стихи недвусмысленны. Это призыв к религиозной войне, без какой бы то ни было социальной программы. Следовательно, движение исмаилитов не было классовым,
равно как и движение катаров, богумилов и павликиан. Последние отличались от исмаилитцев лишь тем, что не достигли политических успехов, после которых их перерождение в феодальные государства было бы неизбежно. И если бы имели значение лишь социально-политические мотивы, то зачем бы фатимидский халиф Египта Хаким 996-1021, находясь в суннитской стране и опираясь на суннитское тюркское войско, стал утверждать, что он находится в постоянном общении с сатаной и молиться, обращаясь к планете Сатурну. Выгоды ему от этого не было никакой, напротив, он потерял трон и пропал без вести. Вряд ли это было в его практических интересах. Видимо, Хаким поступал в согласии с совестью. В свете этих соображений ведущие советские историки отказались от определения исмаилизма как социального протеста. Беляев указал, что исмаилиты не возглавляли антифеодальную борьбу крестьян, а использовали ее в своих целях. Якубовский и Петрушевский, отмечая сложность проблемы, считали ее решение преждевременным. Но, может быть, мы пытаемся найти решение не там, где его безуспешно искали? В самом деле, если бы манихеи достигли полной победы, то для удержания ее им пришлось бы отказаться от разрушения плоти и материи, то есть приступить тот самый принцип, ради которого они стремились к победе. Совершив эту измену самим себе, они должны были бы установить систему взаимоотношений с соседями и с ландшафтами, среди которых они жили, то есть принять тот самый феодальный порядок, который был естественным при тогдашнем уровне техники и культуры. Следовательно, они перестали бы быть самими собой, а превратились бы в собственную противоположность. Но это положение в данном случае было исключено необратимостью эволюции. Став на позицию проклятия жизни и приняв за канон ненависть к миру, нельзя исключить из этого свое собственное тело. Поэтому собственная гибель была неизбежным следствием отрицания материи. И все равно, происходила ли она в бою с христианами, или от аскетизма, или от распутства, конец был один. Странная эта концепция, но последовательная. Может возникнуть ложное мнение, что католики были лучше, честнее, добрее, благороднее катаров, альбегойцев. Оно столь же неверно, как и обратное. Люди остаются самими собой, какие бы этические доктрины им не проповедовались. Да и почему концепция, что можно купить отпущение грехов за деньги, пожертвованные на крестовый поход, лучше, чем призыв к борьбе с материальным миром? И если одно учение лучше другого, то для кого? Поэтому ставить вопрос о качественной оценке бессмысленно и столь же антинаучно, как, например, вопрос о том, что лучше, кислота или щелочь. Обе обжигают кожу. Но если так, то почему именно этой вражде уделено столько внимания, когда одновременно шли острые социальные конфликты между классом феодалов и закрепощенными крестьянами, развивалось соперничество растущих королевств за территории и торговых городов за рынки? Чем же отличалась от них та полускрытая война, которая нами принята за исходную точку отсчета? Губительный фантом. Поставим вопрос так. Что общего между исмаилитством, карматством, маркианитским павликианством, манихейским богумильством, альбегойством и некоторыми другими вывихами тамплиеров? По генезису верований, догматики, эсхатологии и экзотики ничего. Но есть одна черта, роднящая эти системы – жизнеотрицание, выражающаяся в том, что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг к другу. Из этого вырастает программа человека-убийства, ибо раз не существует реальной жизни, которая рассматривается либо как иллюзия, тантризм, либо как мираж в зеркальном отражении, исмаилизм, либо как творение сатаны, манихейство, то некого жалеть, ведь объекта жалости нет. И незачем жалеть. Бога не признают, значит, не перед кем держать ответа, и нельзя жалеть, потому что это значит продлевать мнимые, но болезненные страдания существа, которое на самом деле призрачно. А если так, то при отсутствии объекта ложь равна истине, и можно в своих целях использовать ту и другую. Надо отдать должное средневековым людям, они были последовательны, и потому их речи звучали очень убедительно. Действительность подчас была столь ужасна, что люди готовы были броситься в любую иллюзию, особенно в такую логичную, строгую и изящную. Ведь, войдя в мир фантасмагорий и заклинаний, они становились хозяевами этого мира, или, что точнее, были в этом искренне убеждены.
А то, что им ради этого ощущения свободы и власти над окружающими надо было плюнуть на крест, как тамплиерам, или разбить на части метеорит Каабы, как карматам, их это совершенно не смущало. Правда, встав на этот путь, они отнюдь не обретали личной свободы. Наоборот, они теряли даже ту, которую они имели в весьма ограниченных пределах, находясь в той или иной позитивной системе. Там законы и обычаи гарантировали им некоторые права, соразмерные с несомыми обязанностями, а здесь у них никаких прав не было. Строгая дисциплина подчиняла их невидимому вождю, старцу, учителю, но зато он давал им возможность приносить максимальный вред ближним, а это было так приятно, так радостно, что можно было и жизнью пожертвовать. И ведь не только бедствия и обиды приводили неофитов в негативные системы. В средние века люди часто жили плохо, но не везде и не всегда. Бурные периоды сменялись спокойными, но обывательская затхлость мирной сельской жизни действовала диалектическим путем и создавала последствия, противоположные предпосылкам. Когда пассионарного юношу кормили досыта, но запрещали ему что-либо делать, он искал применение своим затаенным силам и находил их в проповеди отрицания, не обращая внимания на то, что поставленная перед ним цель — фантазия. Сказка и миф рождались повседневно. Против них были бессильны строгие выводы науки и практические прогнозы действительности. В первом тысячелетии они увлекали людей всех стран, кроме Руси и Сибири, где антисистемы не сложились. В отличие от борьбы за политическое преобладание внутри одной большой системы и даже столкновений между разными системными целостями, здесь имела место истребительная война. Французские манихеи были слишком похожи на французских католиков для того, чтобы они могли ужиться в одном ареале, ибо развивались те и другие в противоположных направлениях. Сталкиваясь, они вызывали аннигиляцию той самой материи, которую они считали не божьим творением, а мировым злом. И так они вели себя везде, в Византии, Иране, Центральной Азии и даже в веротерпимом Китае. Поэтому гонения на них были повсеместны, а их сопротивление, часто весьма активное, придало раннему Средневековью ту окраску, которая просвечивается через видимую историю столкновений государств и становления этносов. Наличие двух несовместимых психологических структур в то время было явлением глобальным. Оттого так мало памятников искусства осталось от этой эпохи. То, что манихеи к концу XIV века исчезли с лица земли, неудивительно, ибо они, собственно говоря, к этому и стремились. Ненавидя материальный мир и его радости, они должны были ненавидеть и саму жизнь. Следовательно, утверждать они должны были даже не смерть, ибо смерть — только момент смены состояний, а антижизнь и антимир. Туда они и перебрались, очистив землю для эпохи Возрождения. Неудача их была только в том, что они не смогли забрать с собой всех людей, проведя их через мученичество, далеко не всегда добровольное. Правда, они старались, и не их вина, что жизнеутверждающее начало человеческой психики устояло против их натиска, благодаря чему история народов не прекратила своего течения. Отсюда видно, что манихейские общины могли существовать лишь при наличии позитивной творческой культуры и за счет создаваемых ею ценностей. Эта антисистема как бы паразитировала в телах тех этносов, куда она проникала, разрушала их и гибла вместе с ними. В Хазарии антисистема продержалась 150 лет, но гибель ее едва ли была случайной. Никто не живет одиноко, а развитие природных этносов, связанных с ландшафтами своей страны, никакая антисистема не остановит. То, перед чем любая антисистема пасует, это жизнь с выделением свободной энергии, способной производить работу. Иранская ветвь иудеев принесла хазарам принципы маздакизма, согласно которым злом была объявлена вся неразумная, то есть стихийная природа, включая эмоции самого человека. Добром был объявлен разум, хотя именно разуму свойственно заблуждение. Византийская ветвь привнесла навыки экстерриториальности, то есть отсутствие прямых контактов с природными ландшафтами, и обе они проявили нетерпимость к своему этническому окружению, с которым считались лишь постольку, поскольку это было практически необходимо. И тогда против них поднялись и люди, и природа. Судьбу господствовавшего класса Хазарии, совпадавшего с господствовавшим этносом, разделили аборигены страны, за исключением тех, которые успели выселиться на Дон
или укрыться на гребне, горном хребте Дагестана за Тереком. Волжские хазары оказались в наихудшем положении, так как кормивший их ландшафт опустился под волны Каспийского моря. Если в III веке уровень Каспия стоял на абсолютной отметке минус 36 метров, то в конце XIII века он достиг абсолютной отметки минус 19 метров, то есть поднялся на 17 метров. Для крутых берегов Кавказа и Ирана это большого значения не имело, но для пологого северного берега, где помещалась Хазария, эта трансгрессия стала катастрофой. Нидерланды превратились в Атлантиду. Цветущие сады, пастбища, деревни — все было залито водой, из которой торчали только сухие вершины беровских бугров, где ранее находились хазарские кладбища. Хазарам пришлось покинуть затопленную страну, а без привычного родного ландшафта этнос рассыпается розно. Так и рассыпались хазары в великом городе Сарай, столице всей Западной Евразии. Но зато они там избавились от темного света антисистемы. Однако не только этническую целостность потеряли хазары. Темный свет унес у них в межгалактические бездны то, что кажется неотъемлемым — память, или, говоря строго научно, этническую традицию. Потомки хазар забыли о том, что они были хазарами, а потомки хазарских евреев забыли о той стране, где жили и действовали их предки. Последнее понятно, для иудеев низовья Волги были не родиной, а стадионом для пробы сил, поэтому вспоминать о трагической неудаче для них не имело практического смысла. Вот по этим-то причинам Хазария стала страной без исторических источников, письменных, вещественных и этнографических, то есть зафиксированных в обрядах и верованиях. А поскольку до XX века любая история основывалась на сборе и критике источников, то история Хазарии и не могла быть написана. Наше время ознаменовалось могучим сдвигом в области научной методики. Появился системный подход, при котором внимание исследователя перенесено с элементов исследования на связи между ними. Эта методика позволила привлечь данные, казалось бы, далекие от темы изучения, и тем самым заполнить пробелы истории Восточной Европы. Благодаря системному методу появилась возможность избавиться от мифотворчества, болезни науки, возникающей при недостаточности сведений о сюжете, когда неизученные разделы темы заполняются измышлениями историка. Хазарскую историю эта болезнь не раз постигала и продолжает постигать. Недавно вышла книга, в которой хазары названы 13-м коленом, племенем Израиля. Историю столь удивительного феномена автор преподносит так, что комментарии уместны по ходу изложения содержания книги, дадим их в сносках. Автор упоминаемой книги полагает, что примерно с VII по XII век от Черного моря до Урала и от Кавказа до сближения Дона с Волгой распространилась полукочевая империя, в которой обитали хазары, народ тюркского происхождения. Термин «тюрк» имеет три значения. Для VI-VIII веков это маленький этнос, тюркют, возглавивший огромное объединение в Великой степи, Эль, и погибший в середине VIII века. Эти тюрки были монголоиды. От них произошла хазарская ханская династия, но сами хазары были европеоиды дагестанского типа. Для IX-XII веков тюрк – общее название воинственных северных народов, в том числе мадьяров, русов и славян. Это культурно-историческое значение термина не имеет касательства к происхождению. Для современных востоковедов тюрк – лингвистическая группа. На тюркских языках говорят этносы разного происхождения. Следовательно, дефиниция автора может относиться только к древним тюркам, что, как мы показали, неверно. К сведению автора, древние евреи, будучи монолитным этносом, представляли собой антропологическое разнообразие. Выходцы из Ура-Халдейского имели шумерийский тип, низкорослые, коренастые, с рыжеватыми волосами и тонкими губами. Негроидную примесь дало пребывание в Египте. Семиты, высокие, стройные, с прямым носом и узким лицом. Это примесь древних арабов, халдеев. Большинство же евреев – арменоидный тип, преобладавший в Ханаане, Сирии и Малой Азии, и именно тот, который ныне считают еврейским. Это расовое разнообразие указывает лишь на сложность процесса еврейского этногенеза, но не имеет отношения к этнической диагностике, ибо этнос и раса – понятия разных систем отсчета. Занимая жизненно важный стратегический проход между Черным и Каспийским морями,
Они играли важную роль в кровавых событиях Восточно-Римской империи. Хазария с VII века граничила на Кавказе с арабским халифатом, а не с Византией. Они были буфером между грабителями-степняками и Византией. Авары, болгары и мадьяры воевали с Византией на Дунае, куда хазары никогда не достигали. Они отбили арабов и тем предотвратили завоевание исламом Восточной Европы. Они пытались сдержать вторжение викингов в Южную Русь и к византийским границам. Викинги двигались на Русь по Днепру, который был вне контроля Хазарии. Где-то около 740 года царский двор и правящий военный класс обратились в иудаизм. Дата взята из апокрифа и ошибочна. Компетентный автор X века Масуди указывает, что это произошло в царствовании Гаруна ар-Рашида, а точнее в IX веке. Иудаизм не прозелитическая религия. Если бы действительно военный класс Хазарии просто сменил религию, не понадобилось бы заменять своих воинов наемными мусульманами, дорогостоящими и не очень надежными. О мотивах этого необычного события ничего не известно. Кёстлер в числе использованной литературы помечает книгу Артамонова, но из текста видно, что он ее не читал. Однако он сам приводит свидетельство караимского автора XI века Яфета ибн Али, который называет хазар иудейской веры бастардами, мамцер, показывая тем самым, каким путем эта вера распространилась в Хазарии. При наличии естественного хода метисации нет нужды искать мотивы политического характера. Бастарды возникают не по инструкциям правительства. Вероятно, это давало преимущество для маневрирования между соперничавшим христианским и мусульманским мирами, то есть культурно-политическими целостностями или суперэтносами. Какие преимущества может дать исповедание религии, одиозной для обоих соперников? И странно, что автор традицию и природное мировоззрение ставит в связь с требованиями политической конъюнктуры. Почему надо предполагать в хазарах такую беспринципность? К X веку появился новый враг – викинги, скоро ставшие известными как русы. Нормандская теория происхождения Руси устарела полвека тому назад. Хазарский бастион Саркел был разрушен в 965 году, но центральная Хазария осталась нетронутой, однако государство Хазар пришло в упадок. Центральная, а точнее Волжская Хазария была оккупирована сначала Хорезмом, а потом гузами. Да, если бы оно продолжало существовать, то сохранились бы договоры и сведения о его политике, а ведь ничего нет. Насчитав 12 принципиальных и недиспутабельных ошибок, скорее сознательных заблуждений, можно прекратить дальнейшее изложение и содержание книги. Да ведь не тайны историографии темных и давних времен интересовали автора. Главное – это связь истории Хазар с последующей судьбой иудаизма.